Не слышно? О, могу, когда захочу. Уважаемые слушатели, я вас приветствую на базе Национальной библиотеки. Меня зовут Виноградова Анна Павловна, я являюсь заведующей сектором предпринимательства Национальной библиотеки. Я бы вам хотела рассказать... Подождите, кликер забыла. Я бы вам хотела рассказать, почему именно мы проводим такие мероприятия. И поясню, в 2002 году указом главы Республики Коми была создана сеть секторов поддержки предпринимательства на основе соглашений с муниципальными и городскими библиотеками районов и городов республики, целью которых было оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого предпринимательства и лиц, желающих открыть свое дело. На данный момент в республике функционирует 17 центров. Основная наша деятельность, она безвозмездна, но мы проводим такие просветительские мероприятия и оказываем консультации. Но также мы осуществляем платные услуги, которые представлены у нас на экране. За 20-летний опыт работы у нас сформировались партнерские отношения со многими ведомствами и учреждениями, которые сопровождают бизнес-сообщество. Но в первую очередь мы все-таки библиотека, и поэтому вам предлагаем стать нашими читателями. Многие, конечно же, уже стали при регистрации. Мы вам предлагаем изучать профессиональную литературу. Также вы можете получить в отделе абонемента логин и пароль в Литрес и читать электронные книги абсолютно бесплатно. Кроме того, на базе библиотеки у нас предоставляется самый полный доступ к базе «Консультант Плюс», которая обновляется еженедельно. С января 2023 года мы оформили подписку на электронные журналы, которые представлены на слайде. Если вас заинтересовали подобные журналы, на самом деле они очень дорогие, вы можете найти меня и записаться у меня на бесплатную рассылку. Ежемесячно я буду писать вам письма с рассылкой этих журналов. Также у нас есть группа ВКонтакте, где мы публикуем анонсы на наши мероприятия. И напоследок наши контакты, по ним вы также можете связаться со мной. Мы открыты для вас и готовы помогать в развитии ваших предприятий. Теперь к самому мероприятию. Уважаемые слушатели, если у вас возникают какие-либо вопросы, просьба задавать вопросы после каждого спикера. Поднимайте, пожалуйста, руку с микрофоном, мы к вам подойдем. Потому что если вы будете кричать вопросы из зала, будет абсолютно ничего не слышно. Хорошо? Ну, а теперь я передаю слово нашим коллегам, которые помогают нам в проведении мероприятий. Это Арстигава Ирина Александровна, специалист службы обучения пользователей компании «Консультант Плюс». Ага. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. От имени компании «Консультант Коми» рада приветствовать всех вас здесь сегодня. И вы знаете, что 2003 год поистине стал революционным, так как с начала года произошло достаточно много изменений в законодательстве, которое затронуло, конечно, бухгалтеров разных сфер деятельности. Наш продукт как раз-таки справочно-правовая система «Консультант Плюс» всегда на страже ваших интересов. Это надежный помощник в повседневной работе. Поэтому сегодня позвольте мне показать в системе «Консультант Плюс» материалы, которые можно будет найти по тем изменениям в законодательстве, которые произошли у нас 1 января 2023 года. Сейчас подождем, немножко загрузится. Ну, во-первых, когда вы заходите в систему «Консультант Плюс», обратите внимание, здесь можно настроить профиль. У меня сейчас настроена бухгалтерия и кадры. Также можно выбрать бухгалтерию и кадры бюджетной организации. В принципе, в системе ничего не изменится по комплекту вашей системы, если вы являетесь нашими клиентами. Но наиболее важная информация и документы, которые будете вы осуществлять поиск в быстром поиске, будут выходить именно для бухгалтерии и кадров, наиболее интересные и важные. Итак, посмотрите,
слева на стартовой странице отображается такая новостная лента. Она обновляется каждый день. То есть сюда вносится информация по обновлениям. Обратите внимание, как раз-таки наиболее важная, свежая, вот она находится в самом начале. Но мы провалимся во все новости. Обратите внимание, здесь сверху можно выбрать также профиль, да, добавить какой-либо. Посмотрите, с сегодняшнего дня наиболее такая свежая, да, про персонифицированные сведения о физических лицах за январь 2023 года, нюансы заполнения новой формы, да, то есть тоже интересная новостная лента. Посмотрите, еще справа от новостной ленты располагаются темы новостей. Они тоже обновляются ежедневно. Давайте перейдем в единый налоговый платеж. Смотрите, вот от 10 февраля, 9 февраля, ну давайте, допустим, мы посмотрим с вами от 1 февраля. Что мы здесь с вами видим? Кратко, обзорно дается информация по изменениям по единому налоговому платежу. Зачитывать всю информацию не буду, да, то есть вот так вот пройдусь быстренько, а то у меня регламент тоже, да, по времени. Посмотрите, сама ссылка на документ, она здесь представлена. Приказ Минфина России, который начал действовать уже с января. Вот только-только, то есть недавно, с 11 февраля можно провалиться и в справке это увидеть. Да, то есть вот с 11 февраля начал действовать документ. Хорошо. Что еще можно где посмотреть информацию? Если вдруг новости не просматриваете, некогда, то все можно увидеть на панели быстрого доступа. Есть кнопка «Обзоры законодательства». Давайте мы сюда провалимся и посмотрим, что здесь интересное будет для бухгалтеров. Обратите внимание, делится на два блока. Это новости, мониторинг документов и аналитические обзоры правовой информации. Предлагаю провалиться в новое законодательство, так как здесь вы можете выбрать непосредственно Республику Коми и посмотреть изменения по Республике Коми, какие произошли. Свежие новости с 6 по 10 февраля за последнюю неделю. Здесь я советую данным обзором пользоваться через оглавление, так как, посмотрите, здесь видны различные темы, которые будут вам интересны и по которым можно посмотреть информацию. Например, финансы и налоги. Да? Проваливаемся и кратко знакомимся. Вот постановление правительства Республики Коми от 6 февраля 2023 года, которое вносит изменения в некоторые постановления правительства Республики Коми. И вы быстро, кратко, оперативно, таким достаточно доступным языком знакомитесь с данной информацией по обновлению. Да? То есть что внеслось, какие постановления правительства. Ниже вот приказ Минфина тоже видим, тоже вносит изменения в какой-то документ. Сильно тоже не буду останавливаться, зачитывать. Далее пойдемте посмотрим, что еще есть у нас интересное в обзорах для бухгалтера. Отдельно блок есть новости для бухгалтера и новости для бухгалтера бюджетной организации. Давайте провалимся в новости для бухгалтера. И вот здесь я предлагаю через заглавление также попробовать задать НДФЛ. Перейдем во второй фрагмент. И, допустим, мы можем увидеть с вами кратко информацию. Скорректировали контрольное соотношение по 6 НДФЛ. Здесь тоже зачитывать не буду. Я думаю, быстренько глазами, да, пробежитесь, увидите информацию. Пожалуйста, и ссылочка тоже есть на письмо ФНС России от 30 января 2023 года. То есть как раз-таки обзорно быстро мы знакомимся с новым в законодательстве, в судебной практике, либо что произошло в письмах министерств и ведомств. Далее, что еще интересно в обзорах у нас есть? Есть аналитические обзоры правовой информации. Вот здесь я бы хотела обратить ваше внимание отдельно на блок изменения налогового законодательства. Давайте сюда провалимся. Здесь вот с 2020 года, но самый свежий, но на 2023 год обзор. Актуальность, посмотрите, проставлена. И обратите внимание, сюда будет материал добавляться в течение года, если будут изменения в налоговом законодательстве. Здесь все в хронологическом порядке, смотрите, выстроено. Что не позднее 27 февраля произойдет. Здесь можно прям по ссылочкам переходить на материал в данном документе. Посмотрите, все в хронологическом порядке, пожалуйста, здесь выстроено. Последние изменения какие были. Что нужно было вот учесть с 5 февраля, с 1 января. Здесь вся информация представлена. Кому удобнее, то можно через темы обзоров.
знакомиться прям. Так, хорошо. Давайте вернемся назад в обзоры. Также предлагаю смотреть всегда актуальные темы. Здесь как раз-таки информация представлена по хронологическому тоже порядку, и все изменения вы здесь увидите по конкретной какой-то ситуации. Ну, например, давайте мы с вами попробуем в поисковой строчке сверху над списком документов задать ЕФС-1 и посмотреть, какие материалы вообще выйдут, да? С какими обзорами можно познакомиться. Посмотрите, здесь есть сам обзор по ЕФС-1, на какие важные моменты необходимо обратить внимание бухгалтеру или кадровому сотруднику. Также есть второй блок, смотрите, налоги, взносы, отчетность в феврале 2023 года, на что обратить внимание. И в нем, вот, например, есть такой блок, как новая форма отчета о переводах работников. Да, что с введением в январь, и далее нужно подавать не позднее 25 числа следующего месяца в составе ЕФС-1, да, и так далее. То есть здесь тоже не буду сильно останавливаться, зачитывать информацию. Думаю, что здесь будет более-менее понятно. Мне главное показать, да, где находится что в системе по изменениям. Так. Хорошо, давайте еще посмотрим, где можно посмотреть информацию в системе «Консультант Плюс» для бухгалтера по изменениям. На панели быстрого доступа есть еще справочная информация. Наверное, многие из вас пользуются данным справочным материалом. Обратите внимание, здесь есть у нас календари, отдельно календарь для бухгалтера. Давайте вот свеженький на 23 год с вами откроем. И, допустим, вот ближайшая дата, это вот завтра, 15 февраля. Перейдем сюда, и мы здесь с вами увидим, какую необходимую информацию будет сдать в данный срок. Здесь, пожалуйста, тоже все представлено в табличном виде. Кто плательщик того или иного взноса или налога. Так, хорошо. И вообще давайте посмотрим через быстрый поиск, что выходит, какая информация, связанная с отчетностью в СФР. Так и задаем отчетность в СФР. Обратите внимание, тоже также первыми документами выходит как справочная информация, так и сам нормативный документ постановления правления, специализированные материалы в виде готового решения, которые создаются нашими специалистами компании «Консультант Плюс». Там все пошагово, четко расписано, что необходимо делать. И хотелось бы обратить внимание на типовую такую ситуацию. Готовится издательством «Главная книга», да, многие, думаю, знают этот журнал. Актуальность тоже проставлена данного документа. И, пожалуйста, ЕФС-1, как заполнить и сдать. Здесь тоже все пошагово расписано. Даже есть возможность посмотреть какие-то образцы документов. Спасибо большое за внимание и отличной вам работы. Есть ли какие-то вопросы? Ирина Александровна, спасибо большое. То есть сейчас вам показали, что можно посмотреть в «Консультант Плюс». У нас на базе библиотеки мы предоставляем бесплатно доступ к «Консультанту Плюс». Если вам необходимо, у нас есть компьютерный зал, где вы можете позаниматься своими вопросами. Далее я предоставляю слово начальнику отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы Чуракиной Светлане Леонидовне с информированием налогоплательщиков в рамках применения ЕНС. Добрый день. Вы все уже поняли, что мы с 2023 года оплачиваем налоги по-новому, на единый налоговый счет, единым налоговым платежом. Отказаться от этого нельзя. Я понимаю, что есть очень много вопросов, и мы сами столкнулись с тем, что налогоплательщики недопонимают. Вот, и поэтому, пожалуйста, хочу обратить ваше внимание, где вы можете получить актуальную информацию. На слайде показана промо-страница, которая размещена на сайте Федеральной налоговой службы. По QR-коду вы можете на нее перейти. Она постоянно актуализируется. Здесь собраны все вопросы, буклеты, ролики, касающиеся единого налогового счета. Есть переход на список часто задаваемых вопросов с ответами. Поэтому очень прошу информацию принять к сведению и ею пользоваться.
Дальше, где еще можно узнать о едином налоговом счете? В каждой налоговой инспекции мы организовали ежедневные открытые классы. Ну, они объявлены в 15 часов, то есть вы можете как в 15 часов подойти и свои вопросы решить, также и в любое рабочее время, в течение рабочего дня также подойти, либо позвонить и узнать, проконсультироваться, провести сверку. Кроме того, в управлении на Первомайской 53 также мы организовали консультационный пункт. Если кому-то удобно на Первомайской в центре города, можете обратиться к нам, мы также вам поможем разобраться с единым налоговым счетом. Можно направить запрос по каналам связи и запросить справку о состоянии сальдо налогового счета. Вот. По ТКС эту справку можно запросить, также можно через личные кабинеты. Очень много вопросов, когда откроется личный кабинет. На самом деле мы сами ждем, когда он откроется. Его открывали в начале года. Мы столкнулись с тем, что некоторые суммы некорректно были отображены. И сейчас как раз Федеральная налоговая служба проводит актуализацию ваших данных о суммах начисленных уплаченных налогов, чтобы в личном кабинете, когда их откроют, у вас все было корректно. То есть немножко терпения, пожалуйста, наберитесь. Обещают на этой неделе уже открыть. Ну, личные кабинеты, в принципе, они работают, как и физического лица, так и юридического лица. Вы можете заявления направлять, декларации 3 НДФЛ, допустим, делать. Все это работает. Единственное, что закрыта информация о сальдо единого налогового счета. Кто взаимодействует по телекоммуникационным каналам связи, они могут направлять запросы о состоянии сальдо. То есть все это работает, поэтому информация доступна. Так, что делать, если вы не согласны с сальдо ЕНС? Ну, в первую очередь, вы обращаетесь в налоговый орган по месту жительства, по месту учета и инициируете проведение сверки. Руководителям Федеральной налоговой службы нам поручено провести индивидуальную сверку со всеми плательщиками, которые обратятся к нам действительно с вопросом о несогласии с сальдо ЕНС. Почему это делается? Мы должны быть уверены, что у вас в связи с переходом на новую систему все правильно, чтобы нам после 1 марта уже взыскание делать на те суммы, которые действительно актуальны, чтобы не было каких-то проблем с тем, что мы взыскали у вас сумму, которая на самом деле не является недоимкой. Поэтому очень большая просьба также. Если вы не согласны с сальдо ЕНС, оперативно обращайтесь в инспекцию и проводите сверку. И второй еще вариант – это сервис «Оперативная помощь, разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Этот сервис размещен на сайте Федеральной налоговой службы. Найти его можно через группу сервисов «Обратная связь». Вот. Здесь вы забиваете ИНН, выбираете тему «Не согласен с сальдо ЕНС, требуется актуализация», оставляете свой номер телефона. И в течение суток с вами свяжется специалист и уже будет с вами работать. То есть на самом деле этот сервис работает, мы получаем очень большое количество обращений, и все они на особом контроле. То есть не стесняйтесь, если есть вопросы, обращайтесь к нам. Также хотела обратить внимание на новые виды документов, то есть справки и акты сверки, которые действуют с 2023 года. Но вот законом 263 ФЗ внесены изменения в 32-ю статью Налогового кодекса, и теперь справки о состоянии расчетов с бюджетом, они оттуда исключены. Теперь идет справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, так же, как и она была, и справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового платежа. Вот эти две справки предоставляются только на дату их формирования налоговым органом. То есть вы уже не можете заказать
справку на любую дату, на прошедшую, какую вы хотели бы. То есть справку вы заказываете, и когда она будет формироваться, вот на эту дату будет сформирована сальдо. Кроме того, вы можете запросить акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, и справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа. Вот эти два документа предоставляются за определенный период, который вы указываете в своем запросе. Эти запросы можно направить и документы получить как через запросы по телекоммуникационным каналам связи, через личные кабинеты налогоплательщиков. Можно обратиться лично, и вам сформируют на бумаге. Ну и если у вас есть вопросы, возникают вопросы, вы всегда можете их найти, опять же, вот ссылка на промо-страницу, обратиться в контакт-центр ФНС России, телефон указан на слайде. Управление по Республике Коми – это телефон нашего отдела работы с плательщиками, 200-917, тоже всегда на связи. И в инспекции по месту учета телефоны можно найти на сайте налоговой службы в разделе «Контакты». В каждой инспекции есть также телефоны горячей линии, которые доступны. Ну и подключайтесь к группе в социальной сети «Налоги сегодня», которую мы ведем. И опять же, очень часто бывает, что видим, какие возникают у людей вопросы, мы оперативно выкладываем нужную информацию для бухгалтеров. Вот. Сейчас мои коллеги будут выступать. Большая просьба прямо по теме, потому что у каждого узкая тема. По теме, которая будет озвучиваться, задавайте вопросы. Если вы не услышите ответы на ваши вопросы, которые у вас еще останутся, через Анну Павловну после окончания семинара можно будет их озвучить, и потом мы ответим уже в электронном виде на вопросы, которые у вас будут. Спасибо. Светлана Леонидовна, подождите, не уходите. У нас среди слушателей поступал вопрос, я задам его. Просьба разъяснить, как в налоговой инспекции сформировано сальдо по единому налоговому счету на 1 января 2023 года. У организации есть переплата по налогу на прибыль и в федеральные, и в региональные бюджеты по состоянию 31 декабря 2022 года. Эта переплата полностью попадает на сальдо по ЕНС? Ну вот здесь ответ, наверное, сразу дадим, да? Ага, Наталья. Подождите, пожалуйста, микрофон нам. Можно сюда? Добрый день. Что касается налога на прибыль, здесь есть нюансы. Переплата, которая образовалась на 1.01.23 по налогу на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, оно включается в общее сальдо по ЕНС. А переплата по прибыли, которая в региональный бюджет, она остается в бюджете и не включается в единый налоговый счет в общее сальдо. Эта переплата по региональной прибыли, как мы ее называем, она останется в бюджете до момента представления вами декларации, или, если вы захотите этой переплатой распорядиться и подадите заявление на возврат или распоряжение, или заявление в соответствии с пунктом 6 статьи 78 об отмене зачета, и тогда эта переплата будет включена в единый налоговый счет. Вы можете подать заявление на возврат или распорядиться просто этой переплатой, если у вас положительное сальдо. Спасибо большое. И следующий спикер у нас — это Лавренюк Ирина Борисовна, заместитель начальника отдела расчетов с бюджетом Управления Федеральной налоговой службы, порядок оформления уведомлений об исчисленных суммах налогов. Пожалуйста. Здравствуйте. Как вы уже знаете, что с 1 января текущего года уплачивать налоги можно единым налоговым платежом, или кратко ЕНП. Для распределения единого налогоплатежа налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах налогов, авансов платежей, сборов, страховых взносов плательщика. Место предоставления уведомлений – это налоговый орган по месту учета плательщика, либо по учету крупнейшего плательщика. Срок предоставления.
Уведомление предоставляется не позднее 25 числа, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов. Представить уведомление можно следующими способами. Это через по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика и на бумаге, в случае, если налогоплательщик предоставляет отчетность в бумажном виде. Вот посмотрим на образец уведомления. Да? Оно является у нас... Хотела обратить внимание, что уведомление предоставляется не по всем налогам, а только по налогам, по которым срок предоставления декларации наступает после уплаты налога. К каким налоги это относится? Это НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги юридических лиц, УСН и ЕСХН. Вот посмотрите, уведомление у нас является многострочным. Вверху у нас указывается ИНН плательщика, КПП головной организации. Потом заполняется всего 5 реквизитов. Это КПП, код ОКТМО, КБК соответствующего налога, сумма налогового, отчетный период и отчетный год. Так как уведомление у нас является многострочным, то его можно оформить по всем авансовым платежам. Например, 27 февраля у нас будет срок предоставления уведомления. Можно подать сразу по страховым взносам за январь текущего года, по НДФЛ за февраль месяц и по имущественным налогам юридических лиц за 4-й квартал 2022 года. Все это можно указать, естественно, в одном уведомлении. В КБК у нас указывается код подвидов дохода бюджета, это 14 разряд, единичка. Хотелось обратить внимание, что несвоевременное предоставление или вообще не предоставление уведомлений не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени. Вот давайте посмотрим образец, когда оплата ЕНС произведена 28 апреля. Уведомление предоставлено только 10 мая 2023 года. Срок уплаты налога у нас тоже, соответственно, 28 апреля. Расчет пени будет произведен с 29 апреля по 10 мая на сумму налога по уведомлению. Почему? Потому что распределение денег в бюджет будет произведено только 10 мая 2023 года после получения уведомления. Пример номер 2, когда плательщик уплачивает УСН. Как вы видите, оплата ЕНС у нас осуществлялась 28-го квартально, это апреля 28-го, 28 июля, 10 октября и 28 апреля 2024 года. Уведомление у нас не представлено. Декларацию предоставили за 2023 год только 25 апреля по сроку 2024 года. Срок уплаты по декларации также у нас 28-го ежеквартально, это апрель, июль, октябрь 30 и апрель 2024 года. Что происходит? Пени будут начислены за период с 29 апреля 2023 года по 25 апреля 2024 года, с 29 июля 2023 года по 25 апреля 2024 года и с 31 октября по 25 апреля 2024 года. Почему так происходит? Потому что распределение денег в бюджет будет произведено 25 апреля 2024 года после получения декларации. Пени у нас начисляется на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки, начиная с даты возникновения недоимки по день уплаты включительно. Так как уже вы все работаете, мы собрали за прошедший месяц актуальные топы актуальных вопросов, которые возникают у вас, налогоплательщиков. Вот мы их вывели. Для чего нужно предоставлять уведомления? Уведомления необходимо предоставлять для распределения единого налогоплатежа по налогам с аванса системы расчета. Какие суммы уведомления отражаются за каждый конкретный период или с нарастающим итогом? Сумма уведомления отражается за каждый конкретный период. Вот, например, если по УСН за первый квартал исчислена сумма 1000 рублей, а за полугодие это первый квартал и второй квартал 3000, то в уведомлении за второй квартал необходимо указать сумму 2000 рублей. Если вы ошиблись, произвели ошибку в уведомлении, ничего страшного.
надо создать новое уведомление и вновь повторить данные ошибочной строки, то есть КПП, КБК, ОКТМО, период, а сумму вписать новую. Если вы ошиблись в других реквизитах, то надо создать новое уведомление, в нем повторить ошибочные строчки, то есть КПП, КБК, ОКТМО, период, а сумму вписать 0. И в этом же уведомлении добавляйте новую строку и указывайте верные данные. И корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый орган. Какой КБК необходимо указывать при предоставлении уведомления по страховым взносам в фиксированном размере? Предоставление уведомления... Ой, извините, я, наверное, не туда, да? Извините, перепутала. Ну, нужно подавать уведомление, если данное уведомление и уже предоставленная декларация расходятся. Нет, не нужно, потому что налоговый орган возьмет за основу данной декларации. Необходимо ли предоставлять уведомление, если исчисленная сумма аванса 0? Уведомление подавать не нужно. Вот, и важно тоже, вот для примера, уведомления не предоставляются, когда сроки предоставления уведомлений декларации совпадают. Например, уведомление по страховым взносам за март 2023 года в апреле, это 25 апреля 2023 года, не предоставляется, так как на эту данную предоставляется расчет по страховым взносам за первый квартал 2023 года. Ой, извините, я пропустил какой-то вопрос, да? Так. Вот. Если у вас нет программного обеспечения, да, где вы не можете заполнить уведомление, то на сайте ФНС России размещена программа, реализующая возможность заполнения уведомлений. Это налогоплательщик УЛ. Там достаточно просто заполнить данное уведомление. Можете зайти и пользоваться. В принципе, у меня... Памятка о предоставлении уведомления и сроки, они размещены на сайте ФНС России. Многие спрашивают, что можно ли вместо уведомления производить уплату по-старому. Да, можно, такая возможность у нас есть. В течение только 2023 года налогоплательщик имеет право вместо уведомления на уплату налога представить в банк платежный документ. Сейчас вам покажу. Вот образец, вы уже с ним знакомы. Вот. Также заполнять. Но самое главное, хочу обратить внимание, что когда вы будете заполнять платежное поручение, вы должны заполнить все поля правильно. Это ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, налоговый период. Потому что если вы исправите ошибку в ПД, можно только подав уведомление. Подав уведомление, теряет право применять платежные документы вместо уведомления. Статус обязательно будет 0,2. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Ваня, вопросы есть? Сейчас, секунду. Подскажите, пожалуйста, вот после подачи РСВ за прошлый год по нескольким организациям были начислены у меня пени. Инспектор по телефону не дал мне никаких разъяснений, то есть говорит, у вас все хорошо, это, скорее всего, ошибка. Сейчас раздел в личном кабинете закрыт, то есть я даже не могу посмотреть, и волнение все-таки присутствует. Я могу ответить на этот вопрос. Вы можете позвонить, запишите телефон, это 25 74 25, это отдел расчетов с бюджетом, управление по Республике Коми. Вы можете позвонить, и мы с вашей ситуацией конкретно разберемся. Можете позвонить сегодня, в течение дня. Скажите, Да, пожалуйста, еще не совсем понятно, как все-таки посмотреть входящее сальдо по единому платежу на 1.01.23. Мы заходим на свой личный кабинет, и нам говорят, вы можете посмотреть остаток только на текущую дату. Мы все-таки бухгалтера, нам нужно сверить учет, как посмотреть. Нам говорили, что когда мы перейдем на единый налоговый счет, налоговая направит уведомления с остатками, сформированными на начало года. Нету ведь ничего. Когда это будет? И в каким документам это нам доведется?
Во-первых, информационные сообщения доводились до каждого налогоплательщика по ТКС и в личные кабинеты. Возможно, вы его не смотрели. Это было еще в декабре. Вот, в ноябре-декабре было предварительное сальдо. Плюс в личные кабинеты, когда информация о едином налоговом счете откроется, сальдо входящее, оно будет, вам только надо прокрутить вниз, оно есть. То есть оно будет на начало года? Да, на 1 января 2023 года сальдо должно отображаться. Именно сальдо единого налогового счета, общее, сформированное. Извините, там у вас уведомление было по поводу страховых взносов, вот фиксированные. Вы пролистнули страничку. Я хотела сказать, что уведомление по фиксированным страховым взносам не подается. Да. Еще по транспортному и по налогу на имущество уведомления мы за 4-й квартал 2022 года подаем сейчас? По этому вопросу сейчас будет выступать мой коллега, и она расскажет по имущественным налогам конкретно. Вы услышите ответ на свой вопрос. Вы можете предоставить несколько, но можете в одном, это ваше право, но в одном вы можете указать все налоги, как на образце. Как вам удобно, да. Для удобства мы сделали, что она многострочная, и вы указать можете все налоги, за какие периоды вы считаете. Потому что по НДФЛ, если вы за один период сдаете, то, наверное, нельзя, потому что вы указываете там период, и уведомление, которое вы представите впоследствии, оно сядет поверх первично представленного. Поэтому по НДФЛ заранее подавать уведомление не нужно, дождитесь уже 25 числа, когда можно будет все отразить. Можно. Допустим, если вы по НДФЛ одно уведомление сдадите, а потом другое уведомление, то оно сядет поверх. Все, вопросов больше нет к спикеру. Спасибо большое. Следующий спикер у нас Евтушенко Ирина Геннадьевна, начальник отдела камерального контроля. Актуальные вопросы и основные изменения в законодательстве в отношении спецрежимов применением ЕНС. Приветствую. Как вахт много. Приятно. Тема моего доклада – актуальные вопросы и основные изменения в законодательстве в отношении специальных налоговых режимов в условиях применения ЕНС. Прежде чем перейти к основной теме, остановимся на основных изменениях в отношении специальных налоговых режимов. Как уже коллеги вас проинформировали, у нас изменены сроки уплаты платежей. И с 1 января 2023 года платежи необходимо осуществить до 28 числа после отчетного квартала, применительно к специальным налоговым режимам. И хочу обратить ваше внимание, что, как вы поняли, срок сдвинут. Ранее у нас был срок 31 марта для юридических лиц и 30 апреля для индивидуальных предпринимателей. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Срок сдвинут на 28 число, и во избежание начисления пеней соблюдайте установленные сроки уплаты платежей. Второе изменение сопутствует первому – это изменены сроки представления налоговых деклараций. Срок декларации также сокращен по упрощенной системе налогообложения для организаций. У нас он 25 марта установлен на 2023 год. Для индивидуальных предпринимателей 25 апреля 2003 года. И для плательщиков единого сельскохозяйственного налога тоже 25 марта, как и для упрощенщиков юридических лиц. Какое еще изменение нас подстерегало с начала года? С 1 января 2023 года
Добавилось еще одно ограничение на применение специальных налоговых режимов. Это упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения для определенной категории налогоплательщиков. Это налогоплательщики, которые занимаются производством ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов, либо торгующих такими изделиями оптом или в розницу. Мы со своей стороны, наши территориальные органы на местах, отобрали всех плательщиков, которые имеют соответствующий АКВЭД, как основной, так и вспомогательный, дополнительный, и провели индивидуальную разъяснительную работу с каждым таким плательщиком, может быть, они даже есть, да, в этом зале, по поводу того, что их ожидает с 1 января. То есть готовы ли они применять общую систему налогообложения, либо они желают остаться на упрощенной системе налогообложения или патентной системе. При этом надо исключить определенные операции. Это операции по производству и изготовлению ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов, ну и, соответственно, розничная и оптовая торговля такими изделиями. Еще одно новшество – это то, что приказом Минэкономразвития России 19 октября 2022 года номер 573 на 2003 год по упрощенной системе налогообложения установлен коэффициент-дефлятор в размере 1,257 тысячных. Данный коэффициент увеличивает верхнюю границу перехода на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2023 года до 141 миллиона 400 тысяч рублей. То есть это, как мы помним, чтобы перейти на УСН, у налогоплательщика доход за 9 месяцев предшествующего года должен не превышать 112,5 миллионов рублей. Вот эти 112,5 миллионов рублей мы умножаем на коэффициент дефлятор на 1,257 и получаем 141,4 миллиона рублей. А также этот коэффициент у нас увеличивает предельный доход, установленный для применения УСН. Как мы знаем, что кодексом установлен предельный доход в размере 200 миллионов рублей, соответственно, 200 миллионов рублей мы умножаем на 1,257 и получаем 251 миллион и 400 тысяч рублей доход, получив который, можно остаться на упрощенной системе налогообложения. Ну и кроме того, вы, наверное, уже все в курсе, что у нас по упрощенной системе налогообложения применяются повышенные ставки. Это если доход превысил 150 миллионов рублей согласно кодексу, но не зашкалил за 200 миллионов рублей. По упрощенке с объектом дохода применяется повышенная ставка в размере 8%, по объекту УСН доходы минус расходы 20%. Так вот, этот коэффициент также применяется к этим 150 миллионам рублей, и доход, при которой начинается применяться повышенная ставка с учетом коэффициента дефлятора, это 188,5 рублей. Остальные ограничения на коэффициент дефлятор не умножаются. Как мы знаем, есть еще ограничения по численности в 100 человек. Опять же, если мы превысили численность 100 человек, но не зашкалили за 130, то у нас применяются повышенные ставки, о которых я уже сказала, 8% и 20%, да, для дохода минус расходы. И по остаточной балансовой стоимости основных средств она также остается в размере 150 миллионов рублей. Вот такие новости. Еще хотела бы, знаете, что отметить, что вот смотрим на пункт 2, где у нас изменены сроки представления налоговых деклараций. И не забываем, что у нас
введен еще один документ, обязательный к представлению. Это уведомление об исчисленных суммах налога, который также представляется до 25 числа. Ну и основные вопросы, которые связаны с ЕНС, это возможность уменьшения авансовых платежей или налога по упрощенной системе налогообложения и патенту на сумму уплаченных страховых взносов в фиксированном размере. Учитывая, что в отношении страховых взносов, указанных в статье 430 Налогового кодекса, не установлено представление налоговых деклараций, а также не предусмотрено представление уведомлений, указанных в пункте 9 статьи 58, для возможности уменьшения упрощенной системы УСН и ПСН на сумму уплаченных страховых взносов в фиксированном размере, рекомендовано руководствоваться положением следующих писем. Это письмо Минфина России от 20 января 2023 года, номер 0311-09/4254. И письмо ФНС России от 31 января 2023 года, номер СД-4-3/1023 . Рассмотрим вкратце суть этих писем. О чем говорит нам письмо Минфина от 20 января? О том, что денежные средства, перечисленные единым налоговым платежом в счет уплаты фиксированных страховых взносов, будут зачтены в счет исполнения соответствующей обязанности только при наступлении соответствующих сроков уплаты. А сроки уплаты у нас для фиксированных страховых взносов – это 31 декабря, а для дополнительных страховых взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей 1 июля соответственно. А до этих сроков взносы просто лежат на едином налоговом счете в составе единого налогового платежа и не считаются уплаченными. То есть вам надо понять, что да, вы уплатили единый налоговый платеж, но эта сумма, она еще не встретилась с начисленной суммой, с обязанностью, которая вам установлена налоговым кодексом. И, соответственно, зачесть их в счет налога по УСН пока нельзя, потому что налоговый орган не видит, что исполнена обязанность по фиксированным страховым взносам. Вот это вот самое главное правило, которое многие недопонимают. Если вы это поймете, вам будет и комфортно понимать, какие документы надо представлять, и все пойдет как по маслу. Поэтому немножко еще такая путаница возникает при какой документ надо подать и все такое. Поэтому важно понять вот это самое главное правило, что ваша уплата должна встретиться с начисленной суммой, то есть с вашей обязанностью, которая установлена налоговым кодексом. Поэтому, если индивидуальный предприниматель уплатил страховые взносы в фиксированном размере досрочно и хочет уменьшить на эти суммы налоги или авансовые платежи по упрощенке и патенту в период произведенной уплаты, ему необходимо подать заявление о распоряжении суммой денежных средств в порядке, предусмотренной статьей 78 Налогового кодекса. КНД 115-0057. А решение о зачете налоговый орган выносит на следующий день после получения заявления. Соответственно, право уменьшать налог по упрощенке появляется на дату зачета. Поэтому обратите внимание, что эти заявления
Их надо подавать в конце отчетного периода. И эти заявления с учетом иногда неработоспособности личных кабинетов, иногда вы не можете сформировать и отправить. Поэтому постарайтесь заранее сформировать и направить эти заявления в налоговый орган. Следующее письмо ФНС России от 31 января предусматривает некий альтернативный способ уплаты фиксированных страховых взносов. Это в отношении страховых взносов, указанных в статье 430 Налогового кодекса, действуют альтернативные механизмы информирования о совокупной обязанности, подлежащих учету на ЕНС в виде распоряжений на перевод денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС. При уплате страховых взносов в фиксированном размере в распоряжении необходимо обязательно указать следующие реквизиты. Вот первым моментом это обратите на статус налогоплательщика. Он должен быть 0,2. КБК соответствующих взносов. Если вы уплачиваете взносы в фиксированном размере, КБК вы видите на экране. Если вы уплачиваете взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей, там другой КБК, тоже вы видите на экране. ОКТМО по месту постановки на учет и налоговый период, за который производится оплата. То есть 4 обязательных реквизита вами должно быть указано в этом распоряжении. Иначе налоговый орган не сможет идентифицировать, что это за платеж. Важно вот что. Хочу обратить внимание, что если индивидуальным предпринимателям уплачены фиксированные страховые взносы и не подано заявление по статье 78 при уплате страховых взносов в виде единого налогового платежа, либо налогоплательщик не воспользовался альтернативным способом уплаты страховых взносов распоряжением на перевод денежных средств, то уменьшение авансового платежа на сумму взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей будет возможно только по УСН за третий квартал, так как именно 3 июля 2023 года, у нас там переносится в связи с выходными днями 1 июля на 3, при наличии положительного сальдо ЕНС произойдет зачет уплаченных сумм. То есть вы уплатили фиксированные страховые взносы, а он не видит начисления. Вот когда он увидит начисление, произойдет зачет. И в этот момент только налоговый орган может вам позволить уменьшить ваш платеж по упрощенной системе налогообложения. А уменьшение авансового платежа на сумму фиксированных взносов за 2023 год будет возможно только по УСН за первый квартал 2024. Также при наличии положительного сальдо ЕНС. Зачет пройдет только в январе 2024 года, да, потому что я уже обращала внимание, что у нас 2 срока. Это 31 декабря по фиксированным страховым взносам и 1 июля по доходу свыше 300 тысяч. Ну, сейчас остановимся на конкретных примерах, как, например, как уменьшить налог на патенте на уплаченные страховые взносы, фиксированные взносы. Для страховых взносов за 2022 год установлены следующие сроки. 9 января в размере 43 211 рублей, это уже суммарный объем, пенсионный фонд плюс ФОМС. Перенос с 31 декабря в связи с выходным днем, 31 декабря. И 3 июля для страховых взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей. Перенос с 1 июля. Мы рассматриваем пример для патентной системы налогообложения, когда нет наемных работников. Вот, например, индивидуальный предприниматель, уплаченный фиксированные страховые взносы в полном объеме 20 ноября.
Срок уплаты для них 9 января 2023 года. Патент получен на весь 2022 год, то есть 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. И сумма налога по патенту составляет 100 тысяч рублей. Налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога на ПСН за 2022 год на уплаченные в том же году страховые взносы, и налог к уплате составит 56 789 рублей. Это из 100 мы вычитаем те уплаченные фиксированные страховые взносы. Для уменьшения нужно подать уведомление об уменьшении патента, налога по патентной системе налогообложения. Это можно было сделать как в 2022, так и в 2023 году. Но все зависит тоже от вас. Не будет уведомления, не будет у вас уменьшения начисления по патенту. Обратите внимание, что в рассматриваемом случае уведомление об исчисленных суммах для фиксированных страховых взносов не представляется. Оно необходимо, как отмечали ранее выступающие, в двух случаях: при уплате налогов и взносов до подачи декларации или расчета, и когда уплата предусмотрена до начисления, а декларация не подается. Ой, что я делала? Нахулиганила. Спасибо большое. Пример для патента, когда есть наемные работники. Налогоплательщик на патенте, находится на патенте и уплатил 5 февраля денежные средства на КБК единого налогового платежа в счет уплаты фиксированных страховых взносов за 2003 год в размере 45 тысяч рублей. У нас за 2003 год 45 с хвостиком сумма. По сроку уплаты 31 декабря. И 15 февраля денежные средства на КБК единого налогового платежа, а также в счет уплаты страховых взносов за наемных работников в размере 8 тысяч рублей за январь по сроку уплаты 28 февраля. Патент получен на период первого квартала. Обратите внимание, первый квартал – это у нас с 1 января по 31 марта 2023 года. Сумма налога по патенту – 100 тысяч рублей. Как уменьшить налог? Плательщик вправе уменьшить налог на патент за 2003 год на уплаченные в 2023 году страховые взносы как за себя, так и за работников. Но при использовании труда наемных работников в деятельности на патенте налог по патенту уменьшается не более чем на 50%. Соответственно, налог на патент к уплате составит 50% от 100 тысяч рублей. Далее. Да, сейчас найдем. Вот он. Далее нам еще нужно оформить уменьшение. Как оформить уменьшение? Продолжаем пример. Да? Патентная система налогообложения, уплата фиксированных страховых взносов, есть наемные работники. Не позднее 25 февраля необходимо представить уведомление об исчисленных суммах в отношении страховых взносов за январь 2023 года, уплаченных за работников. До 31 марта подать в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика патентной системы налогообложения заявление о зачете перечисленной суммы ЕНП в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов. Помните, о чем я говорила, что вы уплатили фиксированные страховые взносы наперед, срок еще будет лежать далеко у нас в конце года, а вам надо, чтобы налоговый орган на эту сумму уменьшил ваш патент. Соответственно,
вы подаете это заявление, и в один день, ну, на следующий рабочий день, налоговый орган осуществляет зачет этой уплаченной суммы, как бы формирует начисленную сумму. Происходит зачет, и налоговый орган видит, что эта уплаченная сумма может уменьшить сумму налога по патенту. Уведомление об уменьшении налога по патенту за 2023 год может быть представлено как в 2023 году, так и в 2024 году. Как уменьшить налог на УСН, объект доходы, на уплаченные страховые взносы? Ну, опять же, повторяемся, страховых взносов за 2022 год установлены следующие сроки: 9 января 2023, 3 июля 2023. И пример следующий. Это когда уплата у нас по страховым взносам, фиксированным страховым взносам, произведена в 2022 году. 30 декабря 2022 года уплачены фиксированные страховые взносы за 2022 год в полном объеме 43 211 рублей. По сроку уплаты 9 января. В тот же день уплачены страховые взносы с доходов свыше 300 тысяч рублей за 2022 год в размере 16 800. По сроку уплаты 3 июля. Налог по УСН за 2022 год у вас получился к уплате 200 тысяч. Как уменьшить налог? Здесь действуют прежние правила. Налог мы уменьшаем, мы вправе уменьшить налог на уплаченные страховые взносы в сумме 43 211 плюс 16 800. Соответственно, на 60 тысяч 11 рублей мы имеем право уменьшить налог по УСН за 2022 год. Как оформить уменьшение? Путем подачи декларации по УСН за 2022 год. Тут никаких уведомлений подавать не надо, просто подаете декларацию за 2022 год. В декларации за 2022 год отражается сумма уплаченных в 2022 году страховых взносов. Это порядок заполнения декларации. И уведомление об исчисленных суммах в отношении уплаченных фиксированных страховых взносов подавать не нужно. Еще один пример. Второй. Это когда уплата за 2022 год по фиксированным страховым взносам произведена в первом квартале 2023 года. А именно 9 января уплачены денежные средства на КБК единого налогового платежа в счет уплаты фиксированных страховых взносов, а также денежные средства на КБК единого налогового платежа в счет уплаты страховых взносов с дохода свыше 300 тысяч, для которых срок уплаты 3 июля. Как оформить уменьшение? То есть на страховые взносы за 2022 год, по которым наступил срок уплаты, это у нас 9 января срок уплаты, налогоплательщик вправе уменьшить авансовый платеж за первый квартал 2023 года по УСН на всю сумму взносов, уплаченную в первом квартале 2023 года на 43 211 рублей. На страховые взносы, по которым срок уплаты наступит в будущих отчетных периодах, в данном случае это 3 июля, если денежные средства в счет уплаты страховых взносов были перечислены на КБК ЕНП, то для уменьшения авансового платежа по УСН за первый квартал на уплаченные в первом квартале 2023 года страховые взносы, срок уплаты который еще не наступил, необходимо до 31 марта подать в налоговый орган заявление о зачете на сумму взносов с доходов свыше 300 тысяч. То есть еще раз обращаю внимание, что этот документ подается до окончания отчетного периода. Это важно. То есть не 25-го, да, вы можете подать, но не позднее 31 марта. И еще не забудьте, что у нас на зачет один день дается налоговому органу. Или вы можете уплатить страховые взносы платежным поручением с реквизитами страховых взносов. Это тот альтернативный метод, про который я уже рассказывала, где мы должны указать
4 обязательных реквизита. Это распоряжение с обязательным указанием статуса 02, отчетным периодом, КБК и ОКТМО. Что важно? Без такого заявления или платежного поручения уменьшение авансового платежа на сумму взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей будет возможно только по УСН за третий квартал 2023, так как именно 3 июля при наличии положительного сальда, обращаю внимание, при наличии положительного сальда, то есть нужно постоянно отслеживать положительное сальдо единого налогового счета. При наличии положительного сальда единый налоговый счет будет осуществлен зачет в счет уплаты страховых взносов. Кроме того, до 25 апреля необходимо представить уведомление об исчисленных суммах в отношении авансового платежа по упрощенке за первый квартал. Указанное уведомление можно не представлять, если в платежном поручении на перечисление авансового платежа по УСН за первый квартал с учетом уменьшения на сумму фиксированных страховых взносов будут указаны реквизиты для уплаты УСН. И, опять же, уведомление об исчисленных суммах в отношении фиксированных страховых взносов не представляется. Вот такие основные примеры. А вообще ФНС России разработала брошюру с множеством примеров. Она размещена на промо-странице. Если не взяла с собой смартфон, хотела с вами параллельно туда пройти. Да, думаю, она была показана. То есть мы заходим на официальный сайт ФНС России, налог.gov.ru, проваливаемся туда, находим вкладку «Все о ЕНС», ищем ниже УСН и ПСН «Как уменьшить налог на взносы». И в самом нижнем месте, либо в правом углу, если вы за компьютером находитесь, ищем брошюру с разъяснением по УСН и ПСН. И там очень доходчиво приведены примеры, как можно уменьшать налог по патентной системе и упрощенной системе налогообложения. Ну и всех интересующих вопрос, нужно ли подавать уведомления об исчисленных суммах, если у плательщика на УСН нет налога к уплате. На этот вопрос мы уже получили ответ, что уведомления подавать не нужно. Ирина Геннадьевна, спасибо большое. У кого-то есть вопросы? Спасибо большое, потому что очень подробно все разъяснили. Следующий спикер у нас Бабик Андрей Анатольевич, как раз о наболевших вопросах по вопросам 6 НДФЛ. Прошу. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники семинара. Тема моего сегодняшнего доклада – это об основных изменениях в части исчисления и уплаты НДФЛ. Наверное, вы уже обратили внимание, что все мы и вместе с коллегами пытаемся вас сориентировать все-таки на те полезные ссылки, которые у нас имеются. Это промо-страница, вот так вот она выглядит, чтобы вы не пугались такого слова промо-страницы. Ничего страшного в этом нет. Далее, если вы пролистываете вниз, то там будет видно, что такое ЕНС, как заполнить платежку на уплату единого налогового платежа, также указано, какие налоги будут оплачиваться через ЕНП, а также приведены приложения с перечнями налогов, сроки уплаты и представления налоговой отчетности. Вот так вот красиво у нас все выглядит. Там же вкратце информация про уведомления об исчисленных суммах. Есть у нас раздел «Часто задаваемые вопросы». Если вдруг какой-то каверзный у вас вопрос остался, то я думаю, что за это время уже основные такие вопросы, они здесь будут отражены. И в другом разделе, уже не на промо-странице, а
В разделе нужно пройти с главной страницы, вот как сверху написано, налогообложение в Российской Федерации, далее раздел «Задолженность», и в самом низу будет такая вот удобная памятка для предоставления и заполнения уведомления, то есть вот тот самый новый документ, по которому у нас возникает масса вопросов. Также на слайде приведены полезные разъяснения о порядке удержания и перечисления именно НДФЛ. Первые два письма – это про декабрь 2022 года, как оно отражается в отчетности. Подробно расписано, как указать эти суммы в 6 НДФЛ. Разные ситуации приводятся, в том числе, если вы первую половину зарплаты выплатили в декабре, окончательный расчет произошел в январе, все это расписано в этих двух верхних письмах. Пересказывать их не хотелось бы, потому что я думаю, что один раз надо на них посмотреть, и там все будет понятно. Далее также полезные, которые письма у нас размещены, также это письмо ФНС России от 30 декабря, памятка, та самая памятка о порядке заполнения и представления уведомления об исчисленных суммах, там выходит табличка со всеми сроками по разным налогам, и письмо ФНС России о том, как заполнить платежные документы, а также список КБК на 2023 год. И еще на что хотелось обратить внимание, по НДФЛ это письмо от 28 декабря, много вопросов возникает по проведенным семинарам, там приводится, как определять ставку, повышенная, не повышенная в ситуации, когда у нас аванс, получается, остался в декабре, а вторая часть зарплаты перешла на январь. Вот в этом письме разъясняется. И по поводу того, за какой месяц, как применить стандартный вычет, также приведено в этом письме. Итак, возвращаемся к НДФЛ. Это какие изменения произошли в 2023 году. В соответствии с законом 263 ФЗ введена новая редакция пункта 6 статьи 226 с учетом изменений, внесенных федеральным законом. С 2023 года НДФЛ нужно перечислять один раз в месяц, а именно не позднее 28 числа месяца. Это означает, что в этот день на едином налоговом счете налогоплательщика должно быть достаточно средств для зачета не только НДФЛ, но и других обязательств. Следует отметить, что дата поступления денег на ЕНС не имеет значения. Это связано с тем, что в новой редакции кодекса отменен пункт 9 статьи 226 Налогового кодекса, которым ранее запрещалась уплата НДФЛ за счет средств организации. То есть теперь такого исключения нет, на ЕНС можно пополнять в любое время, и это никак не повлияет на сроки, которые отражаются в 6 НДФЛ. Важно помнить, что 28 числа, как уже сказал, происходит списание по всем налогам. Срок уплаты НДФЛ будет зависеть от того, когда его удержали. Списывать налог со счета, вот приведены на слайде, будут в даты, указанные в новой редакции пункта 6 статьи 226. По общему правилу, если налог удержан с 23 числа месяца прошлого месяца по 22 число текущего месяца, то списание производится 28 числа текущего месяца. Особенные сроки у нас в данном случае установлены только для 2 месяцев. Это для января, когда мы берем не с декабря, а с 1 января с 1 по 22 января. И в декабре есть еще 13-й срок за период с 23 по 31 декабря. Следует отметить, что федеральный закон 263 ФЗ аналогичного порядка для страховых взносов не предусмотрено. То есть для страховых взносов нет такого периода с 23 по 22 число. В целях страховых взносов по-прежнему учитывается календарный месяц, то есть с 1 по 31 января. Суммы начислены именно в этот период. Их нужно будет, уведомление по таким суммам по страховым взносам нужно будет представить не позднее 25 февраля. Как же узнать дату удержания НДФЛ? Как мы уже сказали, дата уплаты зависит от даты удержания.
а дата удержания, в свою очередь, зависит от даты фактического получения дохода. В новой редакции Налогового кодекса исключается пункт 2 статьи 223 Кодекса, который включал особенности определения даты получения дохода для выплат при прекращении трудовых отношений в том числе. А из пункта 6 статьи 226 Налогового кодекса исключаются особые сроки перечисления для отпускных и больничных. Теперь выплаты в виде налогооблагаемых премий, отпускных, оплаты больничного, подарков в денежной форме, выплаты при увольнении, компенсации за неиспользованный отпуск без увольнения и аванс по зарплате отражаются в расчете 6 НДФЛ так же, как и зарплата. Это связано с тем, что датой фактического получения таких доходов является день их выплаты, и налог удерживается непосредственно при их выплате. По возникающим вопросам, какую ставку налога 13 или 15% применять к доходам, начисленным за декабрь, но выплаченным в разные периоды, в разные месяцы, и как, за какой месяц предоставлять стандартные вычеты, к примеру, да, при выплате аванса и второй половины зарплаты в разные месяцы, разъяснения приведены в письме ФНС России от 28 декабря, которое вот было на слайде. Если коротко, то в данной ситуации мы рекомендуем руководствоваться справкой 2 НДФЛ, раньше она называлась, теперь это приложение к 6 НДФЛ. Вот какой месяц будет указан, за этот месяц и предоставляется стандартный вычет. То есть если аванс вы выплатили, допустим, в марте, а вторую половину зарплаты в апреле, то, соответственно, стандартный вычет у вас будет предоставляться и в марте на ту сумму дохода, которая на сумму аванса, и на вторую половину зарплаты вы также можете уменьшить на стандартный вычет, если она выплачивается уже в другой период. Если доход сотруднику был выдан в натуральной форме, то НДФЛ нужно удержать из его следующих денежных доходов. Например, 7 марта 2023 года работодатель подарил сотруднику подарок, к примеру, планшет. Удержать налог нужно будет при следующей денежной выплате, то есть с аванса, выплаченного 15 марта 2023 года. Это значит, что налог уплачен будет уже 28 марта. При погашении после 1 января 2023 года задолженности по зарплате полученный доход должен отражаться в разделе 2 расчета в том периоде, в котором такой доход фактически выплачен, а не за который начислен. В остальном правила исчисления НДФЛ остаются прежними. Как же сообщить налоговую сумму НДФЛ? Коллеги уже неоднократно обращали ваше внимание, что с 2023 года у нас новый порядок, есть обязанность представлять уведомления, да, можно уплачивать и распоряжениями, то есть ваши деньги никуда не потеряются, но это такая временная мера, поэтому мы рекомендуем все-таки научиться представлять уведомления, надо сделать это один раз, и дальше, я думаю, уже сложностей не возникнет. Касательно НДФЛ, вот привели удобную табличку, какие суммы включаются в уведомление, в какие сроки представлять уведомление. Если у вас дата удержания приходится на период с 23 января по 22 февраля, то эти суммы должны быть отражены в уведомлении 27 февраля. Если вы, допустим, выплачиваете аванс 15 февраля и представили уведомление, то это будет, наверное, преждевременно. Если вы в последующем 17 числа выплатите, допустим, аванс и захотите на него сдать также уведомление, то у вас это новое уведомление ляжет поверх, так как срок уплаты один, период один, и налоговый орган может посчитать, что, наверное, вы какую-то ошибку допустили и хотите откорректировать ранее представленные либо суммы, либо реквизиты. Уведомление у нас многострочное, оно сдается
одно по всем обособленным подразделениям, то есть сначала вы заполняете в верхнем поле КПП налогового агента, а далее уже там, где отражаются суммы и период, там также есть КПП обособленного подразделения. Какое КПП поставите, там же отражается КТМО, туда и будут зачтены денежные средства. Изменения по форме 6 НДФЛ. Приказом ФНС России от 29 сентября 2022 года внесены изменения в расчет 6 НДФЛ. Этот 6 НДФЛ представляется, начиная с периодов 2023 года, то есть 25 февраля еще по старой форме сдается за 2022 год, а за 2023 год уже будет новая форма. Среди новшеств появились новые строки с 20 по 24. Я предлагаю внимательно ознакомиться с порядком заполнения 6 НДФЛ, какие суммы туда включаются. Соответственно, первый срок перечисления это будет 30 января в этом году, второй срок перечисления это 28 февраля, ну и так далее. Какие суммы вы укажете сюда, соответственно, так они и лягут в ваши налоговые обязательства. Также законом 263 ФЗ внесены изменения в сроки представления расчета 6 НДФЛ. Указанные в статье 230 Налогового кодекса расчет представляется не позднее 25 числа месяца, следующего за соответствующим периодом, за год не позднее 25 февраля. При этом в разделе 1 расчета подлежат отражению суммы НДФЛ, удержанные с 1 января по 22 число месяца, предшествующего месяцу представления расчета. Например, 25 апреля в разделе 1.6 НДФЛ отражаются периоды удержания с 1 января по 22 марта. За следующий квартал опять же с 1 января по 22 июня. Этим также обусловлено то, что если расчет по страховым взносам собой заменяет уведомление об исчисленных суммах, когда вы сдаете его в апреле, то для 6 НДФЛ такого правила нет. В апреле нужно будет сдать и 6 НДФЛ, и уведомление, потому что там указываются разные периоды. Ну и в заключение еще раз хотелось бы обратить внимание, что на официальном сайте ФНС России содержатся все необходимые материалы, наша промо-страница, часто задаваемые вопросы и вот такая вот памятка о порядке заполнения, представления, уведомления об исчисленных суммах. В данном случае приведен раздел по НДФЛ, но в этой памятке также и страховые взносы, и другие налоги также содержатся. Я благодарю за внимание. Подождите, пожалуйста, Андрей Анатольевич, у нас очень часто вопрос еще поступает, не знаю, может, к вам, не к вам, но, может, Светлана Леонидовна поможет. Нужно ли сдавать отчет о персонифицированных сведениях, если в организации не производится никаких начислений? В том числе вопрос касается и некоммерческих организаций. Персонифицированные сведения... Это новый отчет, который будет ежемесячно сейчас сдаваться. Да, я знаю. Ну, вдруг забыли. Немножко, конечно, не по теме НДФЛ этот вопрос. Персонифицированные сведения, да, это новая отчетность, они являются приложением к расчету 6 ндфл, представляются ежемесячно. Персонифицированные сведения собой заменяют СЗВМ, который сдавался раньше, поэтому правила точно такие же. В персонифицированных сведениях отражаются сведения о всех застрахованных лицах. И мы рекомендуем, так же как и расчет по страховым взносам, даже если выплаты не производятся, хотя бы на директора эта отчетность также сдается. Я хотела еще раз уточнить. Если есть головная компания и у нее есть обособленные подразделения, уведомления мы подаем от головной компании или мы подаем по каждой налоговой, где зарегистрировано? Мы рекомендуем подавать одно уведомление и по голове, и по всем обособкам. Там внутри уведомления вы уже указываете КПП и АКТМО обособки. Ну, громко сможете?
Для того, чтобы, как мы уже говорили, сейчас у нас порядок поменялся. У нас есть единый налоговый счет. Если вы отправляете по-старому, то по идее эта сумма должна упасть на единый налоговый счет. Вот. Если вы отправляете распоряжение, то мы обращаем внимание на дату распоряжения, которая будет указана. Дата выплаты дохода. Ну, здесь, ну, опять же, вы же платежкой направляете. У вас по дате платежного поручения. По факту что? Потише, пожалуйста. Очень ничего не интересный слышно. вопрос. Можно я возьму паузу по этому вопросу? А можно тоже спросить? Вот когда деньги в пути, По вычету, вы сказали, можно и в марте, и в апреле вычет сделать. Оно не будет задвоением по концу года? задвоения по концу года не будет, вы вычет предоставляете на налоговую базу. Если вы отразили аванс, ну, там, 15 тысяч рублей в марте, то вы в пределах этого аванса предоставляете. Ну, все должно соответствовать справке 2 НДФЛ. Не будет если задвоения. 15 на обычного ребенка 1400, его хватает. И Ну, зарплата 20, тоже 1400, тоже Да, хватает. да. Ну, в принципе, это получается задвоение. Нет, задвоение не получается, потому что стандартные вычеты предоставляются не только на зарплату или на аванс по зарплате. Стандартные вычеты предоставляются на налоговую базу. Вы выплачиваете отпускные, премии, и на все это предоставляется стандартный вычет. Вот, поэтому здесь не имеет значения, да, как это называется, не имеет значения. Обратите внимание, что у нас по 6 НДФЛ по-разному заполняется раздел 1 и раздел 2. Если раздел 1 у нас заполняется с учетом вот этих периодов, то есть раздел 1 у нас непосредственно идет в ваши налоговые обязательства по тем срокам, которые там отражены, то раздел 2 заполняется у нас за календарный месяц. Соответственно, у вас там задвоения никакого не будет. Можно вопрос? Если мы уведомление отправили 25 числа на 2 миллиона, а платежное поручение сделали 28 января на 2 100, куда денутся 100 тысяч? Будут ли пени или что, как оно? Еще раз, пожалуйста, уведомление отправили на сколько? Уведомление 25 числа на 2 миллиона. Начислили себе 2 миллиона. Да. Так. А платежное поручение 28 числа оплатили 2 100. 2 100. Значит, к начислению будет распределена сумма 2 миллиона, а 100 тысяч останется на едином налоговом счете или будет куда-то распределено, если у вас будут другие начисления по этому же сроку уплаты. Ну, то есть пени не будет. Ну а почему пени? Если я правильно поняла, вы уплатили больше, чем начислили, правильно? То есть уведомление это считается начисление? Я же отчет еще не Да, сдала. уведомление – это сумма, которую вы себе исчислили к уплате. На основании уведомления происходит начисление налога по КБК и ОКТМО и КПП, если вы обособленное там подразделение указали. И в соответствии с этой суммой к этому начислению из сальда единого налогового счета распределяется уплата, скажем так. Хорошо, а отчет я сдам на 1,5 миллиона. Куда денутся мои вот эти вот 600 тысяч? Когда вы сдадите расчет, мы примем верным данные из вашего расчета. Сумма, которая будет больше, чем вы себе начислили, да, она поднимется, ну как не поднимется, она признается единым налоговым платежом и включается в единое сальдо. То есть я могу ее забрать Можете. после сдачи отчета? Можете распорядиться. Если распорядиться вы можете, если у вас на этот момент положительное сальдо на ИНС. Только в данном случае предусмотрена возможность куда-то эту сумму зачесть, например, в счет предстоящее начисление по определенному налогу, в счет уплаты налогов друга, сейчас это новое, да,
То есть если у меня другие как сказать, налоги изымут вот эти мои 600 тысяч, я не смогу их забрать? Да, если у вас по этому сроку уплаты, например, 25 февраля, кроме, например, НДФЛ, да, есть другие обязанности, там, ну что у нас там может быть, страховые взносы, да, которые вы не уплатили, ну не включили в эту сумму платежа, скажем так, то эта сумма, она будет распределяться в соответствии с суммами, которые вы укажете в уведомлении. Спасибо. Спасибо. Вопросы еще есть? Сейчас Олеся вам даст микрофон. По уплате, вернее, по уведомлению, сейчас еще раз, если мы платим за друга, ну, за третью компанию, да, будет вот эта вот тема раскрываться здесь сейчас? А что вы хотели спросить конкретно? Ну, если одна организация платит за другую организацию. Как это выглядит или Да, что, как оформить? Как это оформить, как это будет выглядеть? 107Н вступил, этот федеральный закон, который у нас регламентирует заполнение платежных документов, да, он вступил в силу, как было сказано. Самое главное условие в поле ИНН плательщика должен быть указан ИНН того лица, чья обязанность погашается. То есть ИНН друга вы должны указать в платежном документе. И тогда та сумма, которую вы хотите заплатить за друга, будет включена в единый налоговый счет этого друга. Ну и, соответственно, он будет распределена в те начисления, которые у него возникнут. То есть уведомлением это сделать нельзя, это можно сделать только в платежном поручении. Совершенно верно, вы молодец. Только платежное поручение имеется в виду. Но можно заявление еще на зачет. Кроме платежного поручения, да, хочу сказать, что ведь у нас есть вот сальдо, положительное сальдо единого налогового счета, которым мы можем распорядиться, да, по своему усмотрению. В том числе предусмотрено заявление о распоряжении положительным сальдо в счет уплаты налогов иного лица. Ну, там специальная форма заполняется, ИНН друга указывается, ну, там примерно то же самое, КБК, УКТМО. А в течение какого срока вот это исполняется и переводится? 1 день. Принятие решения налоговым органом, заявление на зачете 1 день. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Анатольевич, спасибо большое. Итак, и следующее выступление у нас ключевые изменения в налогообложении имущества организации. Сдрогова Лариса Борисовна, начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы. Вам слово. Всем здравствуйте. Остановлюсь на основных изменениях в налогообложении имущества. Во втором квартале 2023 года налоговые органы проведут массовый расчет за 2022 год по транспортному налогу, по земельному налогу, а также по налогу на имущество организаций для объектов, облагаемых от кадастровой стоимости. До массового расчета организации могут обратиться в налоговые органы по месту своего учета, чтобы сверить сведения о принадлежащих им налогооблагаемых транспортных средствах и объектах недвижимости. В настоящее время в налоговых органах осуществляется обработка сведений, поступающих от регистрирующих органов. Срок представления 15 февраля, но они уже поступают. Я рекомендую данную сверку осуществлять после 20 февраля, когда мы все сведения получим от регистрирующих органов, обработаем, и тогда уже организация может получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков об объектах налогообложения, которые принадлежали в 2022 году, и произвести сверку. Значит, если расхождений не обнаружено, то мы не информируем налоговый орган, плательщик не информирует. Если есть расхождения, необходимо обратиться в налоговый орган и указать, какие расхождения в элементах налогообложения вами выявлены. В дальнейшем налоговый орган направит межведомственный запрос в соответствующий регистрирующий орган, получит ответ от регистрирующего органа и о результатах сверки и наличии оснований для изменения записей в ЕГРН проинформирует налогоплательщика.
Порядок предоставления льгот по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество организаций, облагаемых, в отношении объектов, облагаемых от кадастровой стоимости. По общему правилу организация подает заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество от кадастровой стоимости в любой налоговый орган. Вместе с ним вправе подать документы, не обязаны, а вправе, подтверждающие право на данную льготу. Срок предоставления заявления о льготе налоговым кодексом не установлен, поэтому заявление за 2022 год рекомендуется предоставлять организациям в течение первого квартала 2023 года до проведения налоговыми органами массового расчета имущественных налогов. Рассмотрение заявления осуществляется налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. По результатам в адрес организации обязательно налоговым органам направляется уведомление о предоставлении льготы либо сообщение об отказе в предоставлении с обоснованием. Беззаявительный порядок. В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление, или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, то льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с налоговым кодексом и другими федеральными законами. Например, по налогу на имущество организации в отношении объектов, облагаемых от кадастровой стоимости за 2022 год, льготная ставка в размере 1,3% для субъектов малого предпринимательства при расчете налога льгота будет предоставлена налоговым органам. То есть у налогового органа все необходимые сведения в отношении субъектов малого предпринимательства есть. Поэтому данной категории налогоплательщиков заявление подавать не обязательно. В отношении транспортных средств и земельных участков, которые не являются объектами налогообложения, заявление не предоставляется. По земельному налогу в течение 2022 года впервые во всех регионах России прошла государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий. Обращаю внимание, что результаты оценки утверждены в Республике Коми приказом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений от 3 ноября 2022 года номер 444 ОД и применяется по правоотношениям, все поняла, и применяется по правоотношениям с 1 января 2023 года. Всего проведена кадастровая оценка в отношении 348-146 земельных участков, где организации могут получить информацию о новой кадастровой стоимости земельных участков. Прежде всего, приказ размещен в системе «Консультант Плюс». На официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Республики Коми, учреждения технической инвентаризации и кадастровой оценки, я его буду в дальнейшем сокращенно называть РУТИКО, а также на официальном сайте Росреестра региональный раздел. Налог на землю за 2023 год будет начисляться с учетом новой кадастровой переоценки. Однако в 2022 году введено правило временной заморозки роста кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость земельного участка на 1 января 2023 года превышает значение кадастровой стоимости на 1 января 2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая стоимость, применяемая на 1 января 2022 года. Значит, обязательное условие – сверить кадастровую стоимость. Если же кадастровая стоимость, которая определена на 1 января 2023 года, меньше, чем ранее была утверждена на 1 января 2022 года, то, естественно, применяется меньшая кадастровая стоимость. Исключение для применения правил заморозки. Это когда кадастровая стоимость увеличивается из-за изменения характеристик земельного участка. Изменяться могут такие характеристики, как категория земель, вид разрешенного использования, либо площадь. Вот в данном случае правило заморозки не действует. Я не буду останавливаться на сроках уплаты. Значит, в отношении ставок по земельному налогу прошу обратить внимание на следующее. Ставки по земельному налогу устанавливаются представительными органами местного самоуправления. Отмечен сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». В региональном разделе можно найти все ставки и льготы, установленные органами местного самоуправления. Почему обращаю внимание?
В течение 2022 года многими муниципальными образованиями были внесены изменения в нормативно-правовые акты. Льготы как исключались, так и устанавливались новые. Поэтому зайдите, пожалуйста, на этот сервис и еще раз уточните. У нас 184 муниципальных образований, поэтому нецелесообразно выносить все изменения по каждому муниципальному. В сервисе все достаточно прозрачно. Если не согласны с кадастровой оценкой земельных участков, куда необходимо обращаться? Государственное бюджетное учреждение Республики Коми, РУТИКО. На слайде отражены адрес, контактные телефоны, сайт. С порядком подачи заявления и документов об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, а также способами подачи можно ознакомиться на официальном сайте РУТИКО в закладке «Услуги. Государственная кадастровая оценка». Я обращаю ваше внимание, что обращение в налоговый орган по вопросам определения кадастровой стоимости определять не стоит. Кадастровую оценку осуществляет РУТИКО, поэтому все обращения направляются в данный орган. По транспортному налогу. С 2022 года при исчислении транспортного налога для дорогостоящих автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов применяется только коэффициент 3. Не используются повышающие коэффициенты 1,1 и 2. Федеральный закон я привела. Перечень легковых автомобилей средней стоимости от 10 миллионов теперь размещается на сайте Минпромторга не позднее 31 марта. Ранее была дата до 1 марта. Значит, за 2022 год информацию о перечне вы найдете на сайте Минпромторга, также в системе «Консультант Плюс». За 2023 год срок еще не наступил, размещение его на сайте. Изменения в закон Республики Коми о транспортном налоге в части ставок и установления дополнительных льгот по организациям в 2022 году не вносились. Ставки прежние. Опять же, обращаю внимание на сервис, вся информация размещена там. Значит, налог на имущество организаций. С 2023 года изменился срок представления декларации по налогу на имущество организации. Она представляется в срок не позднее 25 марта 2023 года. Изменилась форма и формат представления декларации. С 1 января 2023 года за налоговый период 2022 года и последующие периоды налоговым кодексом предусмотрено, что налогоплательщики российские организации не включают в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Заполнение данного раздела предусмотрено только для иностранных организаций. Если у налогоплательщика организации в истекшем налоговом периоде имелись только вышеуказанные объекты, налоговая декларация не предоставляется. Расчет в отношении таких объектов будет осуществляться впервые за 2022 год налоговым органом с направлением сообщения. Данное сообщение вы получите до 1 августа 2023 года. Налог на имущество за 2022 год. Организациям необходимо уплатить не позднее 28 февраля. Все это связано с изменениями, которые мы сегодня обсуждаем. Сроки уплаты тоже приведены на слайде. Какая еще обязанность введена? Она имелась, но утвердилась форма сообщения. Применяется новая форма сообщения для организации при наличии у нее транспортных средств и объектов недвижимого имущества, налоговая база, по которым определяется как их кадастровая стоимость. Если организация в течение года не получила от налогового органа сообщения об исчисленных суммах транспортного налога, земельного налога и налога на имущество в отношении объектов от кадастровой стоимости, при этом эти объекты у организации имеются, то организация
организация предоставляет такое сообщение не позднее 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Я обращаю внимание, что это обязанность организации, которая предусмотрена 31 статьей Налогового кодекса. Налог на имущество организации от кадастровой стоимости. Приказ Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений от 29 декабря 2022 года 307 ОД. Утвержден перечень объектов недвижимого имущества, в основном коммерческого и делового назначения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на налоговый период 2023 года. Источники информации, официальный сайт Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений, вся информация имеется в системе «Консультант Плюс». На что я хочу обратить внимание. В декабре и в ноябре 2022 года Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений внесены ряд изменений в ранее утвержденные перечни по исключению отдельных объектов. Прошу обратиться тоже к перечням объектов за 2022 год, за 2021 в части возможного исключения объектов, которые у вас имеются в собственности. Также обращаем внимание, что все обращения о согласии с включением объекта в указанный перечень направляются в РУТИКО. Это орган, который наделен постановлением правительства Республики Коми полномочиями по проведению обследования объектов коммерческого делового назначения и составлению перечня. Налог на имущество организаций для субъектов малого предпринимательства. В соответствии с законом Республики Коми о налоге на имущество организаций, в отношении объектов недвижимого имущества налоговая база, по которым определяется как кадастровая стоимость, в 2023 году сохраняется право на льготное налогообложение для организации одновременно соответствующим следующим критериям. Организация относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством. И второе условие – организация стоит на учете в налоговых органах на территории Республики Коми по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения. Предусмотрены льготные ставки налогов. Значит, в отношении 2022 года это 1,3%, а применительно к 2023 году 1,7%. Какие еще изменения внесены в закон Республики Коми по налогу на имущество организаций? Дополнен следующими новыми льготами. В виде освобождения от налогообложения в 2022 по 2025 годы организаций, основным видом экономической деятельности которых являются деятельность пассажирского и грузового воздушного транспорта в отношении пассажирских и грузовых воздушных судов, находящихся в собственности данных организаций, а также на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. И еще одна новая льгота, которая действует в 2022 году, в виде освобождения от налогообложения организаций, осуществляющих экспорт товаров и основным видом экономической деятельности которых являются виды деятельности, указанные на слайде. И здесь условия: организация должна непрерывно состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Коми по месту нахождения организации в течение 2022 года. Как уже было ранее сказано, с 2023 года установлены единые сроки уплаты. Это коснулось и уплаты имущественных налогов и авансовых платежей по ним. Для распределения вышеперечисленных налогов в бюджетную систему налогоплательщики организации предоставляют уведомления о бесчисленных суммах налогов и авансовых платежей. Итак, 27 февраля 2023 года следует направить в налоговый орган уведомления по транспортному, по земельному налогам, а также по налогу на имущество организации. Вот здесь особенность. Как по кадастровой стоимости, поскольку его платят без декларации, так и по средней годовой стоимости, так как налог перечисляют до сдачи декларации, исчисленным за 2022 год. В таком уведомлении нужно указать код периода, за который исчислен налог 3404, и квартальную сумму налога только за 4-й квартал.
какие вопросы поступали в управление и какие были даны ответы. Необходимо ли подавать уведомления по форме, если земельные, транспортные налоги и налог на имущество от кадастровой стоимости за 2022 год и авансовые платежи за 2022 год уплачены до 31 декабря 2022 года? Если налогоплательщикам все суммы уплачены по указанным видам налогов до 31 декабря 2022 года, то уведомлению по сроку 27 февраля 2023 года не предоставляется. Обращаю внимание, что налог от кадастровой стоимости здесь имеется в виду. Все суммы переплат, которые образовались на 31 декабря 2022 года, они зарезервированы фиктивными уведомлениями до момента появления расчета налоговым органом. Как только мы проведем расчет налогов, у вас все эти суммы начислятся в карточку расчетов по конкретному налогу. Можно ли предоставлять уведомления после подачи декларации по НИО? Ответ уже был. Нецелесообразно. Уведомление предоставляется только до подачи декларации. После подачи декларации оно будет не принято. Можно ли предоставлять уведомления за несколько периодов? Уже сообщили, можно. Суммы в уведомлении отражаются за каждый конкретный период или нарастающим итогом. Тоже ответ был дан. В уведомлении отражаются суммы за каждый конкретный период. Что такое резервирование имущественных налогов? Резервированию подлежали авансовые платежи, я уже говорила, по имущественным налогам 2022 года, по которым срок уплаты приходится в 2023 году. Резервирование снимается после представления либо декларации по НИО, по объектам, налог по которым исчисляется по среднегодовой стоимости, после составления расчета налоговым органом, или при наступлении срока уплаты. Если налогоплательщик самостоятельно доначисляет в 2023 году налог на имущество организаций за первый, второй, третий квартал 2022 года, как необходимо доначисленные суммы отразить в уведомлении? Тоже на слайде вся информация отражена. Если у вас есть вопросы, потому что у каждого своя ситуация, я предлагаю звонить по данному телефону. Это отдел налогообложения имущества. Я сейчас озвучу еще один номер телефона, по которому вы можете получить консультацию уже применительно к конкретной вашей ситуации. Еще дополнительно телефон запишите: 21 62 24. Ни одно обращение мы не оставим без внимания, и конкретно на примере каждой организации с вами эту ситуацию рассмотрим и проконсультируем. Лариса Борисовна, спасибо большое. У кого-то есть вопросы? Сейчас Олеся даст микрофон. А подскажите, пожалуйста, была переплата по налогу на имущество в 2022 году, за четвертый квартал, 100 тысяч рублей. Оплатили остаток в январе 23-го. Уведомление отправляю на сумму остатка или на сумму начисления за четвертый квартал? Вы имеете в виду исчисление налога по среднегодовой стоимости? Нет, кадастровая. Вы полностью уплатили и доплачиваете. По кадастровой стоимости уведомление, если вы оплатили полностью доплатили в январе. Там была переплата на этом КБК у нас. Она тянется уже с 2020 года, переплата. И в январе доплатили с учетом этой переплаты. Уведомление на сумму платежного поручения надо уведомление или на сумму начисления за четвертый квартал? Не могу сказать. Оставьте телефончик. Спасибо. Еще вопросы?
Итак, следующими у нас выступит новый фонд, социальный фонд России. Слово предоставляется Коновалюк Людмиле Александровне, начальнику отдела персонифицированного учета и обработки информации. Тема выступления: изменения в законодательстве по вопросам персонифицированного учета, особенности заполнения раздела 1 единой формы отчетности ЕФС-1. Добрый день, уважаемые слушатели. Значит, тема выступления: основные изменения законодательства об индивидуальном персонифицированном учете с 1 января 2023 года. В соответствии с федеральным законом 236 ФЗ с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования Российской Федерации объединились в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Сокращенное название — Социальный фонд России, СФР. Федеральным законом 237 ФЗ вносится ряд поправок в законодательство об обязательном пенсионном страховании и об индивидуальном персонифицированном учете. Страхователь представляет в органы фонда сведения для индивидуального персонифицированного учета, за исключением расчета по страховым взносам, представляемого в ФНС, в составе единой формы сведений ЕФС-1, включающей в себя также сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренные федеральным законом 125 ФЗ. Единая форма сведений ЕФС-1 утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации номер 245-П. За отчетные периоды с 1 января 2023 года законодатель исключает обязанность страхователя по представлению в Социальный фонд России сведений о факте работы застрахованного лица за отчетный период по форме СЗВМ. За отчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года, сведения для индивидуального персонифицированного учета предоставляются страхователями в соответствующие органы единого фонда в порядке, действовавшем до дня вступления в силу федерального закона 237 ФЗ. За отчетный период до 1 января 2023 года за отчетные периоды с 1 января 2023 года отчет представляется по форме ЕФС-1. Таким образом, в этом году, не позднее 1 марта, еще осталась необходимость представить форму СЗВ стаж за 2022 год. Так, рассмотрю состав единой формы сведений. В состав единой формы сведений включаются сведения о трудовой деятельности, в том числе сведения о выполнении работы, по оказанию услуг по договорам гражданско-правового характера, раздел 1, подраздел 1.1. Сведения о страховом стаже, это подраздел 1.2. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных муниципальных учреждений, подраздел 1.3. Так вот схематично виднее, наверное, будет. Основания для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в соответствии с частью 1 статьи 30 и статьей 31 Федерального закона 400 ФЗ. Это у нас подраздел 2. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, подраздел 3. И раздел 2 – это сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Форма ЕФС-1, если сказать в общем, состоит из титульного листа и 2 разделов. Титульный лист, кратко остановлюсь, к сожалению, нету слайда с формой. Титульный лист заполнять обязательно, независимо от того, какие разделы вы представляете. На титульном листе 2 подраздела. Сведения о страхователе, туда включаете информацию о вашей компании обязательно при заполнении любого раздела.
И есть еще раздел «Сведения о страхователе, за которого представляется сведения». Здесь вы заполняете только если ваша компания стала правопреемником другой организации и нужно скорректировать или подать сведения за вот того правопредшественника. Есть у нас поля ОКФС, ОКГУ, ОКПО. Они подлежат заполнению только в том случае, если вы заполняете подраздел 1.3. Это для бюджетных организаций, которые представляют сведения о заработной плате. Вообще рекомендую подробно ознакомиться с порядком заполнения этой формы, которая также утверждена этим постановлением правления ПФР. В порядке подробно разъяснены правила заполнения всех разделов. Рассмотрим порядок и сроки представления сведений раздела 1. Значит, порядок и сроки представления сведений индивидуального персонифицированного учета, входящих в состав единой формы, регулируются статьей 11 Федерального закона 27 ФЗ. Первый раздел, то есть подраздел 1.1. Представление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица в составе единой формы сведений по кадровым мероприятиям, которые имели место в период, начиная с 1 января 2023 года. Они представляют собой аналог действующей формы СЗВ-ТД, действующей до 1 января 2023. Сроки представления подраздела 1.1 единой формы, содержащей сведения о трудовой деятельности, зависят от кадрового мероприятия или иного события, при которых данные сведения подлежат представлению в Социальный фонд России. Вот форма кратко так выглядит, подраздел. Значит, подраздел 1.1 представляем по срокам не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа, либо распоряжения другого документа при наступлении кадровых мероприятий. Прием на работу, увольнение, приостановление действия заключенного трудового договора и возобновление действия ранее заключенного трудового договора. То есть у нас срок следующий рабочий день за днем издания этого приказа. Именно привязываемся к дню издания приказа, не к кадровому мероприятию. То есть бывает, что приказ создается, например, 1 февраля, приступить к работе со 2 февраля. То есть в таком случае у нас все равно срок представления 2 февраля. И еще одна дата для представления сведений не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан приказ, при наступлении следующих кадровых событий. Перевод, тут, наверное, вот так вот будет. Вернусь. То есть 25 числа, не позднее 25 числа, сдаем при переводе на другую постоянную работу, при подаче зарегистрированным лицом заявлений о продолжении ведения трудовой книжки либо в бумажном, либо в электронном виде. Изменение наименования страхователя, это код переименования. При установлении, присвоении работнику второй и последующей профессии, специальности или квалификации, код установления. И еще последнее – это лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Страхователь в составе единой формы сведений в подразделе 1 представляет также сведения по следующим договорам, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы. По договорам гражданско-правового характера выполнения работ, по договору авторского заказа, по договору об отчуждении исключительного права на произведение науки, литературы и искусства, по издательскому лицензионному договору. Единая форма сведений, содержащая информацию договора гражданско-правового характера, представляется не позднее рабочего дня, следующим за днем заключения застрахованным лицом соответствующего договора. То есть такой же порядок, как и при приеме на работу. Или в случае прекращения договора, также не позднее рабочего дня, следующего за днем его прекращения. Так, об этом мы уже сказали. Подраздел 1.2. Сведения о страховом стаже. Данный подраздел заполняется на лиц, условия труда которых отличаются от общих,
То есть это периоды работы в территориальных условиях РКС, МКС, село, вахтовый метод работы, работа по договорам ГПХ, заключенным с физическим лицом, уход за ребенком до 3 лет, периоды нахождения в отпуске без сохранения заработной платы. Представление сведений о страховом стаже в составе единой формы за отчетные периоды, начиная с отчетного периода календарный 23 год, подлежат представлению по окончании календарного года не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. На слайде можно посмотреть, как выглядит подраздел 1.2. Он аналогичен форме СЗВ стаж, действующий на прошлый год. Дополнилось только графой, заполняется код по СОУТ, индивидуальный номер рабочего места и класс, подкласс условий труда. Это для льготных профессий. Подраздел 1.2 впервые нужно будет направить в СФР уже в 2024 году до 25 января, но в некоторых случаях действуют специальные сроки. Например, сведения о стаже в отношении застрахованного лица, подавшего заявление о установлении пенсии, представляется в течение 3 календарных дней со дня поступления страхователю запроса фонда либо обращения застрахованного лица. То есть такие сведения необходимы в том случае, когда для определения права застрахованного лица на страховую пенсию еще требуется учесть период работы календарного года текущего, да, в который еще срок представления отчетности не наступил. То есть обратите внимание, здесь 3 календарных дня. Следующий подраздел 1.3. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных муниципальных учреждений. Его заполняют страхователи, являющиеся государственными муниципальными учреждениями для мониторинга системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Ранее один раз уже отчет такой представлялся, назывался он СИОЗП. Виды деятельности, при осуществлении которых страхователи, являющиеся государственными муниципальными учреждениями, представляют указанные сведения в органы СФР, определяется приказом Минтруда России номер 507-Н от 2 сентября 2022 года. Сведения о заработной плате представляются в органы СФР не позднее 25 числа каждого месяца. То есть ежемесячно, не позднее 25 числа мы представляем сведения следующего месяца за истекшим в отношении лиц, работающих только по трудовым договорам. Вот здесь можно посмотреть примерно, как выглядит форма. Здесь очень много граф. Они заполняются все кодами. Классификаторы после, когда вы начинаете заполнять, заполняете в соответствии с классификаторами. Классификаторы определены в порядке заполнения формы ЕФС-1. Если какие-то вопросы конкретно будут по заполнению вот этой формы, мы позже обсудим. Я вот так кратко пролистаю. Вот примерно вот так может выглядеть форма заполненная. Очень много кодов. Так. Подраздел 2. Значит, называется «Основания для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в соответствии с частью 1 статьи 30 и статьей 31 Федерального закона 400 ФЗ». Необходимость представления этого раздела возникает, если работодатель подает сведения на сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию в связи с занятостью на работах, предусмотренных указанными статьями. Этот подраздел 2 аналогичен форме ОДВ-1, который вы представляли до этого, до этих предыдущие годы. И он представляется вместе с подразделом 1.2, то есть не позднее 25 января от следующего года. Подраздел 3. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя. Данный подраздел является аналогом действующей формы ДСВ-3. Его необходимо представлять ежеквартально, не позднее 25 числа.
Таким образом, мы видим, что периодичность представления единой формы сведений различна для разных видов сведений, входящих в ее состав. Поэтому страхователи могут заполнять и представлять единую форму отдельно по каждому из виду сведений в зависимости от сроков представления. По разделу 2 выступит моя коллега, а пока прошу вопросы по заполнению раздела 1. Спасибо большое, Людмила Александровна. Вопросы поступают. Подскажите, пожалуйста, договор ГПХ, он пролонгирован был. Нужно ли вот аналог СЗВ ТД какой-то в этом году заполнять? Если Договор он заключен ранее. 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 Не Да. нужно. Все, спасибо. А если бюджетная организация, федерация и вообще нет работников, я должна это сдавать? ЕФС-1 представляется только в зависимости, ну, если мы говорим о разделе 1.1, Ну, вообще, я вот не сдавала раньше ничего, ни с СЗВМ, ни с СЗВМ ТД. то есть у вас нет Нету. ни заключенных трудовых договоров? Нету. Ничего? Нет, не нужно представлять? Вообще не нужно. Нет. И ИП тоже, да? Если нету работников. Еще раз. ИП тоже? ИП тоже, если является работодателем и нет работников, ну то есть когда-то был зарегистрирован, да, и потом все уволились, нет, не нужно. А ООО, если он сам, на директора делаем, да? Руководитель, да, он признается работающим. Все понятно. Скажите, Руководитель единственный учредитель. Бывает, что и руководителя нет, но единственный учредитель, он тоже признается работающим. Как и ранее по форме СЗВМ. Такие же правила. Только это уже получается не с ФР вы сдаете, а в налоговую сейчас, да, форма персонифицированные сведения. Скажите, подраздел 1.2 мы сдаем один раз в год? Когда закончится 1, календарный? 2, да, я уже сказала, там Да. 2 срока представления. Один это как бы, если у вас никто на пенсию Ну, не на вышел, личную то вы пенсию один не раз в год. А если в течение года у вас работник, кто-то выходит на пенсию, вам направляется запрос, то срок 3 дня. Хорошо, еще такой вопрос. Если подраздел 1.3 не принят, мы Вы дальше уже сдали? будем сдавать корректирующую или какую? Нет, еще раз нужно будет сдать просто. Еще раз. Да, там нет. Такая же будет исходная форма. Да, ну там, понимаете, в зависимости от того, так как мы только начинаем работать, да, мы еще пока не поняли технические моменты, то есть сейчас вот только начинают организации сдавать, у нас уже есть непринятые формы, и мы, ну, с каждой работаем, да, мы пытаемся выяснять, что там неправильно. Бывает, что и правильно все организации заполнено, бывает и такое. Просто наша проверочная программа, например, ну, как бы находит какие-то несоответствия, хотя их по факту нет. Мы будем работать с данными страхователями, то есть им придется представить ее еще раз в таком же виде абсолютно, то есть еще раз нажать кнопку «Отправить», и она будет потом принята, когда у нас вот эти проверочные программы доработаются. Главное сдать эту форму вовремя. То есть если у нас по закону срок до 25 числа, то есть вот сейчас 25 февраля у нас выходит на выходной день, да? И в законе нигде не предусмотрено о переносе сроков. То есть в данном случае. Поэтому мы со страхователями уже разговариваем о том, чтобы, ну, желательно ее сдать 22 февраля крайний срок. Потому что есть еще, ну, такие моменты, когда форма может быть не принята, и надо будет что-то там пересмотреть, переделать. Первый раз мы просим сдать немножко пораньше, чтобы было залог какой-то времени. Еще вопросы, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, если в справочнике профессиональная квалификационная группа отсутствует должность, в этом случае какой код применять и откуда брать? Еще раз, пожалуйста, что за код? Раздел ОКЗ? 1.3 профессиональные квалификационные группы должностей. Там кодируются. Если мы не находим должность, которая у нас есть в штатном расписании, и работник, по которому нам надо отчитаться, где нам эти должности находить? Ну, и давайте брать? конкретнее тогда. У меня, к сожалению, нет с собой Давайте, ручки. например... Нет, у меня, я на память не знаю, простите, там очень Ага. много должностей. Да, давайте я скажу вам свой номер телефона, вы мне позвоните. Отлично. И мы с вами все решим. Телефон 29 18 22. Перезвоните, пожалуйста, будем выяснять, ну, конкретно. Да, конечно. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли заполнять раздел и 1.3, если учреждение 3 АКВЭДа? АКВЭД основной не входит в 507 Н, а 2 дополнительных входят.
Вообще по основному ОКВЭД, и у нас есть, ну, допустим, в приказе, да, указан. Единственное, что давайте на всякий случай также вы мне перезвоните, и у нас есть список предприятий, обязанных представлять, да, этот раздел. Я вас посмотрю, на всякий случай мы все-таки проверим. 29, 18, 22, пожалуйста, Людмила Александровна. Хорошо. Еще скажите, пожалуйста, подраздел 1.1. Нужно ли заносить данные по работнику, который временно переведен, например, на 1,5 месяца? Структурное подразделение другое, должность тоже другая. Он будет, именно будет у него мероприятие перевод. Его надо заполнять там? Нет, мероприятие перевод. Да, перевод. С 1, например, Вот. января по 5 февраля. А вы бы отразили это в бумажной трудовой книжке? Нет. Тогда не заполняйте. Это, понимаете, это аналог трудовой книжки, бумажной трудовой книжки. То есть есть у нас порядок заполнения трудовых книжек, который утвержден Минтрудом. И вот по сути это, ну, должно дублироваться. Если вы не собираетесь указывать это, допустим, в трудовой книжке или считаете, что это, ну, абсолютно не важно для человека, ведь эти сведения будут все на лицевом счете. Если он не увидит эти сведения о том, например, что он переведен, ну, я условно, там, заместителем директора, а он очень хочет этого, я думаю, что вы обязаны это показать. Если человек не против, пожалуйста, вы этого можете не отражать. Главное, что он не прекращает трудовые отношения с вашей организацией. А если это касается доли ставки? Например, сейчас он работал на 0,85, а переведен на целую ставку. Ну, лучше показать в таком случае. Это же, вот, ну, это же как бы важно для исчисления стажа. Стажа, да. Конечно. Ну, да. хотя он уже пенсионер. Ну, так, вот смотрите, мы сведения ваши отражаем, исходя из вашей информации представленной. Проверить мы ее не можем. Да? Мы можем проверить только в том случае, если у нас есть какие-то расхождения. Например, вы оплачиваете зарплату человеку, исчисляете страховые взносы, но не показываете стаж. У нас будут расхождения. Мы будем задавать вопросы, направлять вам уведомления. Да? Если вот такой момент мы просто не увидим. Вы просто покажете в стаже ставку уже, ну, например, 1,0, да? У вас на какой-то период будет 1,0, а другое время, например, у него будет 0,85. Мы не будем задавать вопросов в данном случае. Но вы же увидите это в подразделе 1.3. Должность будет другая, ставка другая. Пенсионный фонд не проверяет раздел 1.3 на предмет, ну, как бы мы не анализируем. Почему? Потому что эти сведения, они не будут отражаться на лицевых счетах. Эти сведения пойдут в ваши профильные министерства, именно по их запросу и данный раздел и создан. То есть это мы работаем в данном случае, как вот просто получили, допустим, у нас проверку прошло, как бы все правильно заполнено, и мы не будем сравнивать со сведениями персучета, которые у нас на лицевых счетах. Спасибо. Пожалуйста. А можно вопрос задать, да? Да. Работник уволен по сокращению штата 5 февраля 2023 года. Вот какие-то формы я сейчас должна представить? Он уже уволен, ему все выплаты сделаны. По увольнению вы представляете? По сокращению штата, да, он уволен. Ну, неважно, по какому основанию уволен сотрудник. Форму раздел 1.1 ЕФС-1 вы должны представить, потому что человек уволен. Сразу сейчас уже, да? Какое-то время же уже прошло. У вас приказ или какой-то документ, распорядительный документ, на основании чего сотрудник уволен, да, у вас уже был издан 5 да, февраля. Да. У вас срок представления это 6 февраля. То есть в мы данный момент она уже просрочена, да, но ее все равно в любом случае нужно представить. Ну вот это, которая персонифицированная последняя, да, вот, или какую форму? То есть нет, вы представляете 1.1? Раздел 1.1 «Сведения о трудовой деятельности». Сведения о трудовой деятельности, да? То есть с опозданиями мы сейчас как бы ее, да, отправляем? Ну, вы опоздали, но это вы опоздали, вы нарушили срок представления, но это не значит, что ее не нужно подавать, обязательно нужно подавать. Нет, а какие штрафы там потом будут? Это 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Это только... Трудовой договор был? Обычный договор, ну, трудовой штатный договор. Сотрудник, да, штатный договор сотрудник. трудового. Значит, смотрите, применением финансовых санкций в данном случае занимается трудоинспекция, потому это что мы знаем, да. Да, а там у них уже, по-моему, административная ответственность от 3 до 500 рублей. Ой, от 300 до 500 рублей. Ну, на организацию 5000,
а На на руководителя организацию 500. я не слышала, что есть штрафы, не видела. В 27 ФЗ не предусмотрено. В 27 ФЗ предусмотрено только штраф на нарушение срока представления вот этого раздела только по договорам гражданско-правового характера. Если вы своего работника, который у вас по ГПХ работал, забыли представить, вот там вот именно штраф 27 ФЗ предусмотрен 500 рублей за каждое застрахованное лицо на организацию и еще также административный штраф от 300 до 500 на руководителя. Ну вот этого работника уже сейчас как бы не показываем вот в последнем отчете, который до 25 февраля. В налоговую? Да. Ну, в налоговую, если он у вас в феврале работал, как вы не покажете его? Он у вас до 5 февраля работал? Вы обязаны его показать. Хоть один день он у вас работал. Там указываются его данные и сумма выплат за месяц, насколько я помню. Понятно. Скажите, пожалуйста, в разделе, если это внутреннее совмещение, либо внешнее совмещение, все равно нужно показать по работнику, ну, например, медсестра и совмещает должности. Желательно все-таки показать. Закон не исключает, да, по совместительству никаких нет исключений. То есть как будто бы если человек работает, ну, либо внутренним, либо внешним совместителем, разделения нет, все равно нужно показывать. Форма ДСВ сдается ежеквартально, Ежеквартально. а если сумм нету, ее не нужно сдавать? Нет, только если вы перечисляли страховые взносы на дополнительную пенсию. Ага. А вот еще вот в этой форме большой, которая предоставляется 1.3. ежемесячно, да, там есть спецчасы, это что такое? Все-таки рекомендую обратиться к порядку заполнения, там очень подробно записано. Если вот ваш конкретный какой-то пункт интересует, позвоните и разберемся. Хорошо? Потому что мне тоже нужно будет читать ее. Невозможно ее выучить, она очень большая. Людмила Александровна, спасибо большое. Да, спасибо. Так, в продолжение данной темы, это особенности заполнения раздела 2 единой формы отчетности ФС-1. Морозова Ольга Николаевна, консультант отдела администрирования страховых взносов номер 1 Социального фонда. Вам слово. Добрый день, уважаемые слушатели. Морозова Ольга Николаевна. Значит, продолжу тему о коллеге. Раздел 2. Сведения о начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данный раздел полностью является аналогией формы 4 ФСС, которая утверждена у нас от 14 марта 2022 года. На слайде представлен титульный лист формы 4 ФСС и ЕФС-1. Значит, при составлении ЕФС-1 регистрационный номер страхователя указывается регистрационный номер пенсионного фонда. Это обязательно. Если раньше вы указывали наш регистрационный номер, то на сегодняшний день будет это регистрационный номер пенсионного фонда. Обязательное указание АКВЭД, как и было раньше, ну и реквизиты, которые необходимы. Значит, форма 4 ФСС раньше представлялась в виде таблички расчет суммы страховых взносов. На сегодняшний день данная табличка пополнена среднесписочной численностью работающих инвалидов. Ну, соответственно, видите, да, то есть также численность у нас с вредными условиями труда. Сама табличка не изменилась абсолютно. Все алгоритмы прописаны, нарастающий итог. Как был, так и остался. Значит, подраздел 2.1 и 2.2 крайне редко заполняется. Если какие-то будут вопросы, потом можно поговорить. Тоже без изменений полностью перенесен с формы 4 ФСС, без каких-то даже либо и вообще дополнений. Единственное, в подразделе 2.3 у нас убрана численность пострадавших. Ну, в связи с тем, что идет наложение, очень большая информация о пострадавших из актов Н1, поэтому здесь представлена общая численность работников, подлежащих обязательным, предварительным и периодическим медицинским осмотрам, ну и также численность прошедших обязательные, периодические и предварительные осмотры. Значит,
Как уже говорили, форма у нас предоставляется 25 числа, значит, за первый квартал она будет предоставляться до 25 апреля 2023 года. Форма допускает представление раздельных отделов. То есть на сегодняшний день, если вы хотите предоставить отдельно, обязательное заполнение идет титульного листа, обязательное заполнение идет раздела 2 и обязательное заполнение раздела 2 и 3. Если нет данных по разделу 2.1.1 и 2.2, не заполняем, не предоставляем. Значит, право осталось подавать на бумажном носителе у физических лиц, точнее у страхователей. Выплаты производят физическим лицам, которые не превышают 10 человек за предшествующий год, определяем мы эту среднюю численность. Значит, способ приема, соответственно, также остался наличным через МФЦ, ну или в электронной форме с подписанием электронной цифровой подписи. Значит, напоминаю, у нас небольшие происходят затруднения при разноске страховых взносов. Страховые взносы по несчастным случаям не входят в единый налоговый платеж. Обязательно делаем отдельной платежкой с указанием, естественно, КБК, это пени, штрафы. Очень хорошая информация, вот нижний адрес sfr.gov.ru. Обязательно выберите свой регион, и после руководства там будет информация для страхователей. Четко расписаны сами реквизиты платежного поручения и коды доходов с головой 797. Вот это очень важно, потому что идет сейчас очень большое у нас на уточнение, на сотки, на невыясненных платежах. Значит, напоминаю о подтверждении основного вида деятельности. До 15 апреля мы предоставляем справки подтверждения основного вида деятельности вместе с заявлением. Значит, и индивидуальные предприниматели, как обычно, у нас они не имеют этой обязанности в связи с тем, что это все прописано у них, основной вид деятельности, в едином госреестре. Значит, вот здесь написано заявление подтверждения основного вида деятельности и справка подтверждения, копия пояснительной записки. Способы сейчас у нас, сами знаете, тоже есть. Это электронные, это через СИДО, или же, ну, естественно, это нарочно или почтовым отправлением. Все, спасибо, значит, за внимание. Телефончик указан Юлии Александровны Завариной. Мой телефон 28 48 87, Морозова Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, спасибо большое. Вопросы у кого-то есть из слушателей? Телефон повторите, пожалуйста. 28 48 87, Морозова Ольга Николаевна. Все. Угу. Так, еще что-то не сказали? Давайте. Значит, да, коллега подсказала, значит, отчетность, которую страхователи хотят предоставить, нарочно, Первомайская, 70Б. То есть желательно все, что связано со страхователями, не с физическими лицами и не застрахованные, Первомайская, 70Б. Спасибо большое, Ольга Николаевна. И у нас последнее выступление – это порядок назначения выплат пособий по обязательному социальному страхованию в 2023 году. Игорь Анатольевич Салуян, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат. Здравствуйте, уважаемые коллеги. С чего начать? Начнем с того, что у нас, как уже предыдущие лекторы озвучили, с 1 января 2023 года произошло объединение двух фондов. В связи с этим у нас несколько изменился порядок работы со страхователями. Как вот Ольга Николаевна сейчас озвучила, адрес Первомайская, 70Б, по этому адресу у нас принимаются все документы, которые предоставляются на бумажном носителе с целью возмещения произведенных страхователем расходов. То есть, как вы знаете, страхователь у нас на данный момент предусмотрено законодательством, что самостоятельно выплачивает пособие на погребение, самостоятельно оплачивает 4 дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом,
после чего обращается в адрес Социального фонда России для возмещения произведенных расходов. Вот все эти документы, которые ранее вы приносили по адресу Ленина 113, предоставляются в данном случае Первомайская 70Б. Перечень документов у нас не изменился. Опись документов, заявление на возмещение расходов, ну и, соответственно, в зависимости от вида возмещаемых расходов прикладываются те документы, которые подтверждают фактическое возникновение указанных расходов. То есть это справка на погребение, либо, если это касается 4 доп. Дней, то приказ о предоставлении доп. Отпуска. Кроме этих документов, значит, по данному адресу вы можете также предоставить документы, касаемые оплаты дополнительного отпуска гражданам, пострадавшим на производстве, в случае направления их на санаторно-курортное лечение. В соответствии со 125-м федеральным законом, действующим законодательством предусмотрена оплата дополнительного отпуска к ежегодно предоставляемому в соответствии с Трудовым кодексом за счет средств Социального фонда России в рамках 125-го федерального закона. В данном случае, значит, документы также предоставляются на бумажном носителе. Срок предоставления указанных документов за 2 недели до даты предоставления отпуска, в связи с чем есть настоятельная рекомендация такая: если у вас имеются такие сотрудники, которые пользуются вот этим возможностью вот этой предоставленной 125-м федеральным законом гарантией предоставления дополнительного отпуска, проработайте с ними вопрос о том, чтобы они вам предварительно заблаговременно предоставляли информацию о том, что им выдана путевка со сроком заезда таким-то, соответственно, чтобы они заранее вам предоставляли заявление о предоставлении отпуска, и чтобы вы могли уложиться в указанные сроки для предоставления необходимого пакета документов с целью назначения и выплаты этого отпуска Социальным фондом России. Этот отпуск, он оплачивается напрямую самому гражданину. То есть не страхователь несет расходы, а сам непосредственно гражданин получает уже напрямую от фонда полагающуюся сумму. Сумма рассчитывается на весь период нахождения в санаторно-курортном лечении, плюс дополнительно дни на следование до санатория и обратно. Так, это что касается возмещаемых расходов. Что касается пособий по временной нетрудоспособности в связи с материнством. Значит, как ранее уже при предыдущих наших встречах озвучивалось, данные виды пособий у нас предусмотрены 255-м федеральным законом. Правила и порядок предоставления сведений для назначения указанных выплат у нас предусмотрены постановлением 2010. В соответствии с постановлением 2010 с 2022 года, с 1 января 2022 года, у нас вступили в силу проактивные процессы назначения этих выплат, которые предусматривают отсутствие необходимости застрахованного лица обращения к работодателю, так как Фонд социального страхования при возникновении страхового случая напрямую направляет сведения в адрес работодателя для того, чтобы работодатель, уже имея свою первичную документацию, мог предоставить недостающие сведения фонду для назначения и выплаты пособия. Вот этими правилами 2010 у нас предусмотрен сам порядок предоставления, в какие сроки, в каком объеме эти сведения предоставляются. У нас с вступлением в силу закона об объединении двух фондов в правилах 2010 не были изменены обязанности работодателя, касающиеся предоставления сведений о застрахованном лице. Как ранее было написано в правилах 2010, в случае приема на работу гражданина, то есть оформление трудового договора с гражданином, в случае внесения каких-либо изменений работодатель
должен от застрахованного лица, то есть от работника, получить заполненную на бумажном носителе форму сведений, либо эта форма заполняется в электронной форме, в электронном виде в программном обеспечении работодателя, и на основании этих сведений предоставить информацию в фонд в течение 3 рабочих дней. Обращаю внимание, при приеме на работу и в случае изменения каких-либо сведений. Изменения каких-либо сведений включают в себя как изменение способа получения пособия, то есть МИР, карта МИР, банк, либо почта, а также в случае, если расторгаются трудовые отношения с работником. Во всех этих случаях информация направляется в адрес фонда. Порядок предоставления этой информации предусмотрен только в электронной форме, на бумажном носителе никакие документы не предоставляются. Здесь вы видите перечень документов, перечень информации, которая содержит эти сведения, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, ИНН застрахованного лица, паспортные данные, адрес места жительства содержит эти сведения, а также способ перечисления, то есть непосредственно номер карты, номер счета или почтовый перевод с указанием способа перечисления данного пособия, а также дата начала прекращения трудовых отношений. Все взаимодействия осуществляются с использованием системы электронного документа оборота, в том числе и касаемо вот этих вот сведений о застрахованном лице. Значит, при возникновении страхового случая, когда у нас сформировался листок нетрудоспособности, если мы применительно к временной нетрудоспособности говорим, в адрес работодателя уходит уведомление о факте страхового случая. На это уведомление отвечать вам ни в коем случае не надо, то есть не требуется ответ направления. В случае же, если в ваш адрес пришло уведомление о закрытии листка нетрудоспособности, то одновременно с вот этим уведомлением проходят некие процессы в программном обеспечении, завязанные на межведомственном документообороте, который предусматривает запрашивание сведений в базе данных пенсионного фонда, которые вот формируются на основании персучета. Запрашиваются сведения в ЕГРЗАК, при необходимости запрашиваются сведения в Федеральной налоговой службе. Объем этих сведений как раз-таки он предусмотрен правилами 2010 и 255 федеральным законом. И по результатам получения указанных сведений, в случае получения положительных ответов от тех органов, в которых они запрашивались, в адрес работодателя формируется запрос недостающих сведений, на который работодатель должен в течение 3 рабочих дней предоставить ответ. Ответ предоставляется также в электронной форме. В случае, если указанный ответ содержит какие-либо недочеты, какие-либо ошибки, либо расхождения с ранее представленными сведениями, то в адрес работодателя формируется извещение в электронной форме, которое направляется опять же посредством СЭДО. Данное извещение формируется в течение 5 рабочих дней с момента поступления ответа на запрос от работодателя. В случае, значит, если работодатель использует систему электронного документа оборота, то работодатель обязан в течение 3 рабочих дней с момента поступления этого извещения проставить отметку о прочтении данного извещения. Если же этой отметки нету, то по истечении 3 рабочих дней с момента направления этого извещения еще в течение 3 рабочих дней фонд направляет на бумажном носителе данное извещение в адрес работодателя по месту регистрации в налоговом органе. То есть та информация, которая предоставлена в налоговый орган для идентификации местонахождения юридического лица. У работодателя с момента поступления извещения есть 5 рабочих дней на предоставление ответа. Почему я так подробно все это рассказываю? Потому что от исполнения всех вот этих вот сроков в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса сведений, в отношении ответов на извещение
В случае нарушения указанных сроков статьей 15.2 Федерального закона 255 ФЗ 2006 года у нас предусмотрены штрафные санкции. Сейчас мы покажем. Сфотографируйте. У нас, значит, предусмотрены штрафные санкции. Проактивный процесс у нас внедрялся, начиная с 1 января 2022 года. На всех предыдущих мероприятиях, в которых я участвовал в качестве так называемого лектора, неоднократно задавался вопрос, есть ли какой-либо переходный период. Значит, еще раз отвечу о том, что законодательно у нас нету такого понятия, не предусмотрено такого понятия, как переходный период. В течение 2022 года, скажем так, страхователи, те, которые заинтересованы в исполнении действующего законодательства, и те, которые не заинтересованы в получении штрафов, приняли максимум усилий для того, чтобы у себя в организации внедрить этот электронный процесс взаимодействия с фондом. Сейчас же 23-й год уже наступил. Я так думаю, что те, кто хотел, попробовали, поигрались и у себя все наладили. Те, кто не захотел, еще раз обращаю внимание на этот слайд и на размеры штрафов. Кроме штрафа, предусмотренного 255 федеральным законом, у нас также Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность статьей 15.33, часть 4, в части несвоевременного предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий в адрес Фонда социального страхования, в том числе ответы на извещение, в соответствии с которой должностное лицо юридического лица организации может быть привлечено к ответственности, в том числе по КАПу, в размере от 300 до 500 рублей. Поэтому вот на этот слайдик еще раз прошу обратить внимание и, скажем так, понять и простить в том случае, если ваш адрес будет направлен тот или иной документ, там, в зависимости от вида проверки, в рамках камеральной ли проверки отделом проверок, либо в рамках привлечения к административной ответственности для составления протокола. Законодательство, оно прямо прописывает ответственность и обязанность всех сторон соблюдать это законодательство у нас закреплено. Так, что у нас изменилось еще? С 2023 года у нас в 255 федеральный закон внесены изменения в части круга лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию. В этот перечень лиц у нас добавлены категории граждан, которые осуществляют свою деятельность на основании договоров гражданско-правового характера. Указанная категория граждан, она прописана в 255 федеральном законе и подлежит обязательному социальному страхованию в том случае, если за предшествующий календарный год были уплачены страховые взносы в размере минимальный размер оплаты труда, умноженный на 2,9 ставка по обязательному социальному страхованию, умноженный на районный коэффициент в зависимости от места регистрации, места осуществления деятельности и умноженное на 12. То есть вот там получается 4833 рубля, если правильно помню. Если вот указанная сумма, значит, за предшествующий календарный год в отношении гражданско-правового договора работника была уплачена, то в текущем календарном году страховые случаи, то есть листки нетрудоспособности и так далее, они подлежат оплате. Но с условием, точнее с поправкой на статью 13 255 федерального закона, в которой прописывается, очень интересная статья, в которой прописывается, в каких случаях, в случае, если совмещает гражданин
несколько исполнений по нескольким гражданско-правовым договорам, если он совмещает с трудовым договором исполнения каких-либо услуг по договору ГПХ. Вот в данном случае рекомендую с 13 статьей ознакомиться тех работодателей, которые применяют гражданско-правовые договора. Вкратце скажу, что если гражданин осуществляет деятельность и по трудовому договору одновременно и ГПХ, то оплата листков нетрудоспособности осуществляется по месту работы по трудовому договору. Если осуществляет деятельность человек на основании нескольких договоров ГПХ, то оплата осуществляется по одному из мест по выбору. Начисление пособия осуществляется из расчета минимального размера плат труда. Поэтому смысла тут выбирать между ГПХ договорами особо в принципе нету. Главное, чтобы по обоим местам за предшествующий календарный год были уплачены вот эти вот соответствующие суммы страховых взносов. Взносы сейчас уплачиваются в размере единого тарифа, отдельных платежей в данном случае, как по 125 федеральному закону, производить не требуется. Все суммы они включены в единый тариф страховых взносов. На что еще вам обратить внимание? Ну, сам порядок, наверное, вы уже в курсе, да, в части взаимодействия, какие сведения запрашиваются, какие сведения, какие запросы приходят, в каком порядке. Если есть вопросы по конкретным видам пособия, могу немножко более подробно остановиться, разъяснить. Формы документов, да, вот 119-й приказ фонда, это прошлогодний приказ, формы предусмотрены заявлений вот именно этим приказом. Если в части возмещения расходов по уходу за детьми-инвалидами, это у нас 185-й приказ, 1089Н, это у нас инструкция по порядку выдачи листков нетрудоспособности. Кстати, хотел обратить внимание еще, что 2010 постановлением у нас предусмотрено, что при поступлении сведений в адрес страхователя, в том числе в виде уведомления о факте открытия листка нетрудоспособности, работодатель, ознакомившись с информацией, содержащейся в этом уведомлении, уже на первичном этапе может выявить те или иные ошибки в заполнении листка нетрудоспособности. Например, неверное указание со стороны медицинской организации фамилии, имя, отчество, дата рождения, пола застрахованного лица. Поэтому настоятельно рекомендую не пренебрегать вот этой возможностью. То есть, если ваш адрес уведомления уже поступило, как минимум просмотрите, все ли вот эти реквизиты правильно заполнены, дабы потом в момент, когда закрыт уже листок нетрудоспособности и в ваш адрес поступил запрос недостающих сведений, не тратить время на внесение изменений и выдачу дубликата медицинской организации. Это затягивает срок получения пособия со стороны гражданина, а также с гражданами, с вашими работниками можете провести некую там разъяснительную работу в том случае, если они, находясь на листке нетрудоспособности, в момент открытия, продления или закрытия листка получают некую квитанцию с медицинской организацией, в которой указаны первичные персональные данные гражданина, и они уже на этом этапе могут выявить ту или иную ошибку, чтобы они обращались сразу же в медицинскую организацию для внесения изменений. Пока листок нетрудоспособности не закрыт, медорганизация может исправить сразу же. Если же листок нетрудоспособности уже закрыт, и если работодатель уже направил сведения в фонд для назначения пособия, процедура может занять продолжительное время, потому что в данном случае нужно письмо от работодателя об аннулировании ранее направленного реестра сведений, после чего, после получения данного письма,
этот реестр аннулируется, и только после этого есть возможность откатить статус электронного листка нетрудоспособности для того, чтобы медицинская организация могла его аннулировать и выдать вместо него дубликат. Вот, поэтому еще на первичном этапе, пока сам работник вот эту бумажку у себя держит, пока вы увидели уведомление о поступлении сведений о факте открытия продления листка нетрудоспособности, посмотрите, пожалуйста, чтобы не затягивать процесс назначения пособия. Вот, наверное, все, что я хотел вам сказать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так. Добрый день. Такой вопрос. Продление больничного листа, его в системе мы не видим. В данном случае знаем, что сотрудник находится на больничном, но его нет. Что делать в данном случае? Вы сейчас имеете в виду само уведомление о факте продления листка Да. нетрудоспособности? Когда закрывали предыдущий больничный, там написано, что открыт больничный такой-то. Это последняя информация, которая у нас есть. Получается, 31 января был закрыт больничный. И там написано, что больничный открыт, продолжение, номер есть, но информации больше нет. Не приходит уведомление с Ну, ФСС. понятно. Смотрите, тут ситуация какая может быть. Во-первых, продолжение листка нетрудоспособности. В данном случае гражданин болеет амбулаторно или стационарно? Стационарно. Стационарно. В соответствии с инструкцией 1089Н листок нетрудоспособности выдается в день выписки из стационара. Соответственно, если листок продолжения, то врач, который в стационаре находится, просто-напросто его еще не внес какую-либо информацию в листок, соответственно, не сформировалась в базе данных фонда информация о продлении листка нетрудоспособности, поэтому в ваш адрес они не поступили. Если амбулаторно продление идет, там да, там в день обращения гражданина к врачу, либо уже при направлении на врачебную комиссию для продления листка нетрудоспособности, сразу же формируется информация медицинской организации в листке нетрудоспособности, и эта информация уходит непосредственно работодателю. А по стационару там в день либо выписки, либо в день продления, когда будет этот листок закрываться. Договор ГПХ, получается, он пролонгирован был с предыдущих лет, и сведения о застрахованных лицах как мы должны подать? По пролонгированным договорам, значит, смотрите, на текущий момент есть чудо-электронная версия «Личный кабинет страхователя». Настоятельно рекомендую пользоваться этим электронным сервисом. В дальнейшем, с учетом возможных вот этих вот реорганизационных мероприятий, которые сейчас на данный момент продолжаются, этот электронный сервис как-то будет видоизменен либо аннулирован, но пока на данный момент возможность направления в электронной форме через этот электронный сервис сведений о застрахованных лицах присутствует, имеется. В части пролонгированных договоров, вообще по ГПХ договорам, насколько я знаю, в электронном этом сервисе предусмотрена возможность пока на данный момент направления информации в отношении трудовых договоров. По ГПХ договорам пока технически это не реализовано. В дальнейшем, я так думаю, что это будет все реализовано, и сведения вы сможете направить. Так как в отношении пролонгированных ГПХ договоров сведения ранее вы нам не направляли, то я так думаю, что в момент, когда это будет технически реализовано, вы должны будете отправить эти сведения. Ну вот запрос по больничному у меня уже приходил по ГПХ. То есть, получается, я отвечала, мы не начисляем, так как мы не производили никаких страховых выплат. Вот. А теперь сведения недостающие, да, то есть я должна направить по работникам в 3-дневный срок, а получается, здесь не будет ли у меня штрафа?
В отношении сведения о застрахованном лице штрафов не будет, потому что там в данном случае статья 15.2 не предусматривает ответственность за это непосредственно. Да? В правилах 20.10 у нас, простите, также штрафы эти не прописаны вообще, в принципе, в отношении сведений о застрахованном лице. Но в части того, что вы говорите, что вам приходили уже запросы именно по ГПХ договорам, тут, к сожалению, сейчас на данный момент, да, еще дорабатывается все вот это электронное взаимодействие со стороны социального фонда с налоговым органом, со стороны, скажем так, бывшего фонда социального страхования с бывшим пенсионным фондом, для того, чтобы программное обеспечение, которое имеют два вот этих вот ранее отдельных фондов, которые сейчас объединились в один, как-то использовалось совместно и во благо, скажем так, граждан и страхователей. Пока на данный момент сведения о факте наличия трудовых отношений либо отношений в рамках ГПХ договоров осуществляется на основании запросов в базу данных ПФР. К сожалению, вот, пока еще не реализована какая-либо отмашка по тем договорам, которые были ранее заключены, с учетом того, что сведения однозначно по уплате в отношении этих граждан не было. Но имейте в виду, у нас 13 статьей 255 предусмотрено, что если в предшествующем календарном году гражданин осуществлял трудовую деятельность на основании трудового договора и параллельно на основании договора ГПХ и сейчас продолжает осуществлять на основании договора ГПХ, то право на назначение пособия у него с учетом того, что в рамках трудового договора возможно, что уплаченные страховые взносы превышают вот эту вот озвученную ранее мной сумму, 4 там с небольшим тысяч, да, право у них сохраняется. По 255-му это прописано, но с учетом 13 статьи. Спасибо. Вопрос. Больничный закрыт, извещение работодатель не получил. Действия работодателя. Сведения о застрахованном лице в отношении данного гражданина направлялись? Ну, когда-то давно направлялись. В данном случае, ну, скажем так, в индивидуальном порядке все эти вопросы решаются. Минимальное, что вы можете сделать в том случае, если к вам пришел работник, сообщил о том, что он закрыл листок нетрудоспособности и в течение там, определенного периода, там, до 3 дней с момента закрытия листка нетрудоспособности, вы не получили запрос недостающих сведений, рекомендация осуществить инициацию обращения к фонду социального страхования для получения данного запроса в ручном режиме, скажем так. Спасибо, так и сделали. Подождите, ничего не слышно. В прошлом году был реализован подача. То есть с нашей стороны инициатива в такой случае. Смотрите, на данный момент у нас с учетом действующих правил с 1 января 2022 года существует порядок направления вот этой вот проактивного процесса, да, ответы на запросы. Тот порядок, который действовал у нас до вступления в правила 2010, он, по сути дела, прекратил свое существование юридически с 31 декабря 2021 года. На текущий момент техническая возможность отправки реестров по старой схеме за вами, за работодателем, сохраняется, но скажу сразу же, что неофициально ведутся довольно-таки бурные дискуссии по поводу того, что пора прекращать закрывать эту лавочку. Ну вот пока поэтому вот есть такая некая проблема, когда до страхователя не доходит запрос недостающих сведений, пока сохраняется порядок предоставления в старой схеме. Но так или иначе, я думаю, что в ближайшее время, наверное, все-таки это будет закрыто. Вот вопрос в связи с тем, что пришли на эти проактивные, получается, отношения,
мне сказали, что уже они не принимают, вот отдел по прямым выплатам не принимают входящие запросы, только исходящие. Так куда теперь обращаться, какой номер телефона вы порекомендуете для того, чтобы обращаться с вопросами прямых выплат? Номер телефона, контактные данные. Ну, если так сказали, что уже не принимают. Вообще, в принципе, вопрос тут очень, скажем так, сложный. В том плане, что у нас номер телефона горячей линии 284104, который ранее со вступлением в прямые выплаты нашего региона был сформирован. На текущий момент я, к сожалению, не могу сказать, действует этот номер телефона или не действует, можете ли вы дозвониться или нет, потому что нахожусь на больничном, да, я на работе не был тут некоторое время. Вот. Но было дело, что у нас этот телефон отключали с учетом того, что наш отдел, он теперь не является как клиентской службой, мы не должны контактировать непосредственно с работодателями. Но потом этот телефон включили обратно, потому что сама непосредственно клиентская служба, которая взаимодействует со страхователями и застрахованными гражданами, на них обрушился шквал звонков. И я так думаю, что, наверное, вот этот вот телефон 284104, если сейчас он на данный момент действует, пока он еще какое-то время будет функционировать. А так, в принципе, есть телефон горячей линии федерального уровня, есть телефон горячей линии республиканского уровня, на который может позвонить и застрахованное лицо, и страхователь, и уточнить вопросы, связанные с теми или иными проблемами по назначению выплаты пособий. Но я так думаю, что горячую линию, наверное, все равно нам оставят, потому что клиентская служба и вот эти единые колл-центры, скорее всего, наверное, на все тонкости взаимодействия со страхователями ответов не смогут найти. Можно вопрос? Да. По системе электронного документооборота поступил больничный лист на сотрудника с 7 февраля по 14, то есть сегодня его закрыли, да? Стационарный человек лечится, и параллельно открыли ему больничный лист еще на какой-то срок. То есть я должна в течение 3 дней на него ответить. Но с учетом того, что человек еще долечивается, у него должна быть, по идее, замена лет, потому что человек находился до этого в декретном отпуске по уходу за ребенком, Понятно. То есть как я могу получить с него? Смотрите, 255-м федеральным законом и в том числе правилами 2010 у нас предусмотрен срок на направление ответа на поступивший запрос. В то же время за гражданином закреплено право на соответствующую замену лет, если он находился в декретном отпуске или в отпуске по беременности и родам, либо допустим, предоставление сведений с предыдущего места работы о заработке за предшествующие календарные года, что приводит к увеличению пособия. При этом, опять же, правилами 2010 и 255 у нас предусмотрено, что работодатель обязан в установленные сроки направить. В случае отсутствия какого-либо документа у работодателя на дату ответа Фонд социального страхования при поступлении вот этого ответа назначит и выплатит пособие без учета замены лет. Но действующим законодательством у нас не ограничено право гражданина на последующий перерасчет этого пособия. Дабы не получить вами штрафа за несвоевременное представление, я рекомендую либо заблаговременно, так как листок нетрудоспособности открывается и закрывается не в один день, это только касаемо, допустим, стационара, но как минимум о факте временной нетрудоспособности вы узнаете,
минимум заранее, да, все-таки как-то с работником вот эти вопросы проговаривать, пока он еще находится на временной нетрудоспособности, если есть такая возможность, да, написания данного заявления и предоставления данного заявления, либо в начале года сразу же просить у этих отдельных категорий мамочек, да, чтобы они сразу же писали заявление с просьбой о замене лет на такие-то, такие-то года с такого-то пособия и с последующих, И например. это заявление будет в течение года Да, да. Оно действовать. будет у вас лежать, вы на основании этого заявления с последующих пособий, если они такие будут возникать, будете заменять вот эти вот года, только обязательно, чтобы в этом заявлении было написано из последующих пособий. Хотя у нас в принципе законодательством предусмотрено, что при возникновении страхового случая мамочка должна написать данное заявление. То есть, по сути дела, законодательно должно быть к каждому листку нетрудоспособности приложено данное заявление. И, соответственно, если вы один раз нам, пока не получили эти сведения от работника, представили реестр без замены лет, мы назначили и выплатили, следом, когда человек выздоравливает и фактически вам приносит это заявление, в соответствии со 119 приказом форма заявления о перерасчете ранее назначенного пособия, работник заполняет эту форму, прикладывает к этому заявлению заявление о перерасчете в связи с заменой лет, и вы направляете нам реестр с признаком перерасчет. Пособие доначисляется и перечисляется ему. Единственное, что убедительная просьба в этих случаях: объясняйте работнику о том, что сейчас будет оно выплачено в таком размере, потом оно будет доначислено и доперечислено, потому что на данный момент от этого работника нет документов. У нас очень большой шквал обращений, связанных именно с тем, что реестр направлен работодателем без учета замены лет, и, соответственно, застрахованное лицо, недовольное размером пособия, начинает выяснять, кто прав, кто виноват. По сути дела, фонд, он назначает и выплачивает пособие, исходя из той информации, которую предоставил работодатель. Самостоятельно он эту информацию брать нигде никак не сможет. А можно еще вопрос? Вот справку 182Н отменили, это нам надо запрос сделать вам, да? Или как? Сейчас. Нам расчет Сейчас три- я понял, сейчас я 3 дня подберу расчет. просто слова. Смотрите, у нас законодательно закреплено о том, что с 1 января 2023 года справка 182Н не выдается, не предоставляется. При этом за предшествующие календарные года работодатель и работник может предоставить эти справки своему работодателю в 2023 году. Что касается заработка в 2023 году уже, ну, по сути дела, он понадобится как минимум только в 2024, не раньше. Но за 2021 и 2022 год он с предыдущего места работы может взять эту справку. Но если в ваш адрес будет направлено извещение, то вы нам предоставите копию этой справки в ответ на извещение для подтверждения этого заработка, да. Можно вопрос, да? Основной работник работает у нас по трудовому договору и выполняет, оказывает услуги по договору ГПХ, гражданско-правового характера. В это время он заболевает, у него временная нетрудоспособность возникает. И ему больничный будет где и как оплачиваться? По трудовому? По трудовому. И по ГПХ? По трудовому только? По трудовому, да. Если он работает, статья 13 255 федерального закона. Если он работает и по трудовому, и по ГПХ, то выплата осуществляется по месту работы по трудовому договору. Опять же, обратите внимание, что в прошлом году, даже если он работал в прошлом году по договору ГПХ, взносами эти договора не облагались. Как минимум, скорее всего, я так предполагаю, что в этом году ГПХ договора больничные листы оплачиваться не будут. Спасибо. Это только единственное, что может быть, что он работал в прошлом году по трудовому и по ГПХ, в этом году он по ГПХ продолжает дальше работать, а трудового договора уже нету.
У него остался только ГПХ, и при этом у него есть подтверждение, что в течение прошлого года у него с прежнего места работы были оплачены страховые взносы в размере не менее 4000 там, с копейками. А чем он это должен подтвердить? Какой документ он нам должен принести, чтобы мы видели, что перечислялись? Так, ну тут вот я, к сожалению, сейчас, наверное, сразу же однозначно вам не скажу. Я про прошлый год была ранее форма в пенсионный фонд, которая сдавалась и в которой отображались размер страховых взносов, начисленные на доходы данного гражданина. По-моему, в пенсионный сдавался, РСВ или там. Точно помню, да. что раздел 2, к сожалению, отчетность пенсионного фонда, это немножко не моя стезя, да. Вот в этом разделе там отражается информация, в каком размере были начислены страховые взносы на доход данного гражданина. Соответственно, работодатель, если предоставит вот эту информацию, то работник может претендовать на размер пособия. То есть инициатором в любом случае должен быть оказывающий услуги, да, у нас, наниматель наш? Ну, да. В любом случае. Он же заинтересован в получении пособия. Он заинтересован. Если он сможет подтвердить, что за него в прошлом году заплатили страховые взносы, вы объясняете в данном случае со ссылкой на 255 федеральный закон, который гласит о том, что за предшествующий календарный год должны были быть уплачены страховые взносы. С договоров ГПХ в прошлом году эти взносы не уплачивались. Если у него имеется какое-либо подтверждение, что с каких-то иных видов работ, которые он осуществлял по предыдущему месту работы там или еще где-то как-то, были уплачены страховые взносы на обязательное социальное страхование, то ему нужно это подтвердить для того, чтобы у него, точнее не у него, а у вас возникла обоснованная обязанность по направлению сведений в фонд для назначения и выплаты пособий. В противном случае, если документального подтверждения уплаты страховых взносов за предшествующие периоды отсутствует, а вы сведения эти направите, то при выходе на проверку и при неподтверждении документальном данного факта эти расходы лягут на вас. То есть вы должны будете возместить эти расходы, работодатель именно, а не работник. Спасибо. Согласен, согласен. Но опять же, вот тут в данном случае это надо посмотреть, в какой отчетности в пенсионный фонд сдавалась ранее информация, которая отображает вот эти вот разделы и отображает сведения в рамках трудовых и в рамках ГПХ договоров, что облагалось, что не облагалось, что уплачивалось, что не уплачивалось. Я, к сожалению, тут не могу проконсультировать. Игорь Анатольевич, спасибо большое за, как всегда, все безупречно, без подсказок, без шпаргалок. Друзья, напоминаю вам, что вы можете оформить у меня подписку на журналы. Сейчас Ваня включит мои контакты. Если вы хотите читать главбух, коммерческий директор, налоговые споры, и там 11 журналов бесплатно, напишите мне, на электронку можете написать, либо группу ВКонтакте, либо уж звоните на крайний случай. Я вам буду писать бесплатно. Все, спасибо большое всем за участие. Раз уже всем сказали до свидания, у меня вот такой вопрос. Подскажите, а вот Ольга Николаевна выступала.